Доброго дня, дорогие любители лыжного спорта России. Считанные минуты у нас остаются до старта очередного соревновательного дня на чемпионате страны по лыжным гонкам. И сегодня у нас в программе значится командный спринт. Начинаем мы свою трансляцию с полуфинальных забегов. И первым будет у нас в эфире полуфинал Б у женщин. По жеребьевке вот так распределилось, что стартует у нас первым полуфинал Б, потом, соответственно, у женщин полуфинал А. Все логично. Знак уважения, знак памяти жертвам ужасной ситуации в Кемерово, ужасного пожара. Сегодня все спортсмены выходят на старт с черной ленточкой, с черной повязкой в знак скорби. Ну, и если уже непосредственно говорить о составах, о командах, участниках полуфинала Б, то отметим, что стартуют они с номерами от 12 до 21. Под 12 стартовым номером команда Ханты-Мансийского автономного округа, первая команда. Полина Кальсина и Евгения Шаповалова выступают за нее. Под номером 13 команда Санкт-Петербурга, Лариса Рясина и Полина Некрасова. Под 14 номером команда города Москва, Аида Баязитова и Наталья Матвеева будут сегодня на дистанции. Под 15 номером Тверская область, первая команда Ирина Северина, Наталья Непряева. Наталья Непряева, очевидно, настроена на третью золотую медаль на этом чемпионате страны. Посмотрим, удастся ли дуэту Северина-Непряева достичь такой высоты, помочь Наталье победить. Под номером 16 вторая команда Санкт-Петербурга. Это Ирина Коваленко, Оксана Гловацких. Номер 17 Республика Татарстан. Первая команда Анна Марковкина и Жанна Муравьева. Следом за ними Республика Татарстан 2, 18 номер стартовый, Ольга Сергеева и Мария Давыденкова. 19 номер у Тверской области номер 2, Ольга Михайлова и Ирина Микешина представляют команду. 20 номер, третья команда Ханты-Мансийского автономного округа, выступают за нее Анна Безюкова, Анастасия Игнатьева. И под номером 21 Ханты-Мансийский автономный округ, четвертая команда Анастасия Мазурина и Светлана Плотникова. Вот Ханты-Мансийский автономный округ выставил сразу 4 команды, 3 из них выступают в полуфинале Б по жеребьевке, и одна из них будет в полуфинале А. Ну, что тут можно сказать? У Республики Коми 3 команды, у Тюменской области 3 команды. 3 команды у Санкт-Петербурга. Ну вот ХМАО победили всех, выставив сразу 4 дуэта. Ждет на сегодня командный спринт классическим стилем. 6 этапов по 1400 метров. Соответственно, полуфинал Б, который мы сейчас с вами будем наблюдать, стартует в 11:00, полуфинал А в 11:30. Там, соответственно, спортсменки с 1 по 11 номер. Мы сейчас подождем совсем немного до старта наших соревнований. Буквально ненадолго прервусь, будет небольшая пауза, и потом вернемся в эфир.
Да, все готово. И вот мы видим финиш Александра Большунова. Александр прошел всю гонку лидером и уверенно выигрывает эту дистанцию. Сейчас осталось нам только дождаться, наверное, инфографики, чтобы посмотреть за результатом Александра. Уверенная победа, наверное, около полуминуты привез Александр своим соперникам. Ну и 97-й номер, вот следом за ним финиширует. Это лыжник из Республики Коми Станислав Волженцев. То есть практически больше 1 минуты Станислав уступает Александру Большунову. Представители команд. Технические заявки на эстафету необходимо подать главу секретарю соревнований. Показывает нам сейчас круг, по которому будут бежать спортсменки и спортсмены в командном спринте. Такая замечательная инфографика. Напоминаю, что у нас командный спринт классическим стилем. Напрямую из каждого полуфинала в финал будут выходить по 2 команды, и еще 6 команд добираться по итогам лучшего времени, показано в полуфиналах. То есть вдвойне интрига должна быть. И, в общем, только первые 2 позиции дают право прямого прохода в решающий забег. Напоминаем, что сейчас полуфинал Б у женщин. И команды уже потихонечку готовятся к появлению в стартовом створе. У нас остается буквально меньше 10 минут, минут 9, 8, наверное, даже. Тут завершается подготовка лыж. Будет проходить и передача этапов, соответственно, тоже на стадионе. И мы все сегодня прекрасно с вами увидим. Стартовый номер. Первая команда Тверской области. В составе этой команды Ирина Северина, Наталья Петрянина. Номер 16. Вторая команда Санкт-Петербурга. В составе этой команды Ирина Коваленко и Оксана Головацкая. Номер 17. У первой команды Республики Татарстан. В составе этой команды выступает Анна. Ну вот, представляют вам и с помощью инфографики составы полуфиналов. Но это полуфинал А. Сразу чуть-чуть забежали вперед. Это плашечка полуфинала А все-таки на экране. Полуфинал Б выглядит немножечко иначе. Ну, заодно можно посмотреть, какие команды будут выступать в 11:30. В полуфинале Б у нас участвуют команды Ханты-Мансийского автономного округа, первая команда, Петербурга первая, Москвы, Тверская область, Санкт-Петербурга 2, Татарстана 2 команды, Тверская область 2 команда и еще 3-4 команда ХМАО. Сразу как мы играли 3 команды. Ну вот мы видим в полуфинале А все-таки, который будет в 11:30, у нас сразу 3 команды уже из Республики Коми будут выступать. Вот такая интересная жеребьевка получилась. Уйдут на дистанцию прокладчики трассы. И мы пока подождем появления на стартовом створе спортсменок. Замечательный будет сегодня опять, скажем так, бой за победу в мужской части. Там, наверное, дуэтов 8 и 9 претендуют на медали. Выступает и Александр Большунов, в общем, спортсмен, уже выигравший 1 золотую медаль на этом чемпионате. Вчера Александр выиграл 15-километровую гонку классикой. Ну и пока что на этом чемпионате выигрывает либо Устюгов, либо Большунов. Устюгов и Сергея, к сожалению,
мы уже, наверное, не увидим на чемпионате России. Ну, значит ли это, что Александр Большунов победит в оставшихся гонках в составе команды и индивидуально? Ну, будем смотреть за этим. Действительно, соперников в мужской части очень много у Александра. Выступать он будет. Сейчас давайте даже посмотрим, в каком забеге выступать. Александр Большунов будет в полуфинальном забеге «Б» у мужчин в паре с Глебом Ретивых. Ну и там тоже, даже в полуфинале у них хорошие соперники. Это и Московская область, первая команда, и Удмуртия, вторая, и ХМАО, первая, и Красноярский край, и первая команда Москвы, и вторая команда Москвы, например, за которую бегут Алексей Петухов и Никита Крюков. Два заслуженных мастера спорта, два призера Олимпийских игр. Ну, даже не просто призера, да? Никита Крюков — это вообще олимпийский чемпион. Так что команда Москвы-2, может быть, даже не сильно и, скажем так, уступает команде Москве-1, там, где Павел Петров, Александр Панжинский, а может даже и превосходит. Все зависит от сегодняшних кондиций спортсменов. Ну, давайте мы вернемся все-таки к разговору о девушках. Полуфинал «Б» у нас должен вот-вот стартовать в 11:00. Ну, кто, наверное, фаворитом является этого забега? Наверное, конечно, в командах НКМС Автономного округа, где Полина Кальцина выступает с Евгенией Шаповаловой. Полина побежит на первом этапе, соответственно, мы называем по первыми фамилиями тех, кто бегут на нечетных этапах. Полина Кальцина, чемпионка России, двукратная в эстафете. В 2016 году как раз Полина выиграла командный спринт, в том числе в составе команды Ханты-Мансийского автономного округа. Была и бронзовым призером в командном спринте в 2010 году и в 2012. Так что дисциплина для Полины Кальциной практически родная. Евгения Шаповалова, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, тоже была чемпионкой страны и в эстафете, и в спринте свободным стилем, и в командном спринте классическим стилем. Так что тоже, скажем, собаку съела в командном спринте. И логично, что именно команда Ханты-Мансийского автономного округа является одним из фаворитов не только полуфинала «Б», я думаю, но и, в принципе, всего дня. Команда Санкт-Петербурга-1 составит наверняка компанию и борьбу за выход в финал. Это Лариса Рясина, Полина Некрасова. Команда Москвы Аида Баязитова и Наталья Матвеева. Ну и, безусловно, Тверская область номер 1, Ирина Северина, Наталья Непряева. Ирина Северина довольно тоже молодая еще спортсменка, если не ошибаюсь, 96-го года рождения. Ну, про Наталью Непряеву уже сказано довольно много. Да? Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в эстафете. Шла Наталья и в командном спринте к медалям, но вот, к сожалению, была сломана палка на одном из подъемов. Серебряный призер чемпионата России в эстафете и в 30-километровой гонке, это в 15-16 годах. Бронзовый призер в эстафете 2014 года и командном спринте в 2017 году. Ну и на этом вот чемпионате 2018 года в Сыктывкаре Наталья Непряева уже выиграла индивидуальный спринт и выиграла вчерашнюю 10-километровую гонку классик. Так что добавил к своим многочисленным титулам еще 2 золотые медали чемпионата России. Ну вот, наконец-то у нас спортсменки появились в стартовом створе. Буквально 2, даже уже меньше минуты остается до старта. Вот, 12 номер Полина Кальцина с циферкой 1, значащий номер этапа в центре нашего внимания. Ну вот, я думаю, между 4 этими командами пойдет борьба за выход в финал. Возможно, поспорит еще и Республика Татарстан. 17 номер. На первом этапе за нее Анна Марковкина, мастер спорта. 1995 года рождения выступает. Ну и другие команды, конечно же, тоже сбрасывать со счетов нельзя. Это все-таки спринт. Случиться может всякое. Дистанция достаточно небольшая для каждой спортсменки. Плотная контактная борьба. Мы видели уже и в индивидуальном спринте, как падали и Алексей Петухов, и Еремил Вокуев,
И как в истории лыжных гонок, на таких соревнованиях часто ломались и палки, и инвентарь, и там случайно на лыжу кто-то наступит, и вот уже медали нету. Так что здесь решили 14-17 номера, это Аида Баязитова и Анна Марковкина, сделать небольшой фальстарт, но тут простили. И вот, наконец-то, стартовал долгожданный полуфинал «Б» у девушек. Сейчас пока мы видим Ирина Коваленко, 16 номер, возглавляет гонку, и Полина Кальцина, 12 номер рядом с ней. Ну, почему бы и нет второй команде Санкт-Петербурга. Вряд ли удастся в противном случае бороться за самые высокие места, если не сразу включать скорость. Там более опытные соперницы могут на дистанции и съесть, и не подавиться даже. Здесь длина круга 1400 метров. На стадионе будет проходить передача эстафеты. Своеобразный такой. Здесь очень опасный поворот. Мы видим, да, там уже буквально несколько спортсменок чуть ли не въехали друг в друга. И здесь борьба идет упорная. Ну, вот как мы и говорили, командный спринт очень контактный вид, дисциплина лыжных гонок. Ну, а здесь у нас еще в Сыктывкаре, с учетом вот такого первого же крутого поворота в самом начале дистанции, может произойти всякое. Падали тут и Юлия Иванова, лыжница из Республики Коми, даже выступавшая за сборную России. Причем на чемпионате страны как раз в 2013 году Юлия здесь столкнулась с Ольгой Царевой в спринтерской гонке. Там тоже было довольно обидно. Все-таки две спортсменки из Республики Коми друг с другом столкнулись и друг друга оставили без надежд на лучшие места. Ну, вот на стадионе у нас уже спортсменки подходит у них первый круг к завершению. 16 номер по-прежнему Ирина Коваленко лидирует. 14 номер Аида Баязитова из города Москва следом за ней идет. 15 номер Ирина Северина, Тверская область, номер 1. Ну, наверное, задача у Ирины простая. Не проигрывать на своих кругах слишком много, привозить и комфортно передавать Наталье Непряевой эстафету. Дальше Непряева отыгрывает отставание, Северина опять снова не проигрывает, Наталья Непряева отыгрывает, ну и, собственно говоря, привести более-менее комфортную позицию перед финальным этапом, и чтобы Наталья Непряева гордо финишировала. Ну, вот такая, наверное, тактика у Тверской области номер 1. В других командах, наверное, спортсменки все-таки поровнее и в опыте, и в мастерстве. Ну, пока что мы видим, со своей задачей Ирина Северина справляется. 15-й стартовый номер у нее идет в первой пятерке. Ну, здесь довольно сложно говорить, да, что кто-то отстает. Пожалуй, только вот номер 19 Ольга Михайлова из Тверской области второй команды. И вот Анастасия Мазурина из 4-й команды Ханты-Мансийска в 21-м стартовым номером. Вот чуть-чуть отстают они уже, но они как раз и чуть не вылетели с дистанции на том самом первом же повороте. И было довольно опасно, да, то есть как бы завершать, не то чтобы завершать гонку, но сразу терять все надежды на выход в следующий раунд на первом же повороте. Это, наверное, не входит в планы никакой из команд. Это можно только в самом худшем сне, где-то наравне с Фредди Крюгером и Джейсоном увидеть вот такое вот завершение гонки. 14 номер Аида Баязитова сейчас на первой позиции. Приближается она сейчас уже к передаче эстафеты. Ну и Наталья Матвеева подхватит эстафету команды Москвы. Напарница Аиды Баязитовой. Ну вот мы видим, уже выстроились лыжницы, и убегает Наталья Матвеева первым номером. За ней уже идет Евгения Шаповалова, Ханты-Мансийский автономный округ, первая команда, и 16 номер Оксана Головацких из Санкт-Петербурга, второй команды. Появился небольшой просвет между лидерами. Наталья Матвеева, напоминаю, идет сейчас на втором этапе за команду Москвы. Ну и мы видим, здесь у нас и 16-й номер Оксана Головацких, да, 4-я позиция промежуточного Санкт-Петербурга 2. И вот есть разница, да, есть такое расстояние между первой пятеркой и вот 6-й, 7-й, 8-й номера. Вот мы видим Тверская область, 4-я команда, была сейчас на 4-м месте, но мы видели, что уже на 3-м месте была уже сейчас, теперь на 4-м идет команда Тверской области. Ну, за нее
выступает как раз Наталья Непряева за Тверскую область номер 1. Я думаю, что сейчас ситуация немножко изменится в пользу команды под 15 номером. Ну вот мы видим, да, собственно, Наталья Непряева уже отрыв от Натальи Матвеевой ликвидировала. Да, вот, и вот группа из 4 спортсменок сейчас лидирует. Между ними и группа преследователей есть просвет. Ну, здесь, наверное, Наталье Непряевой нужно решать все, ну не все, конечно же, еще впереди будет 4 этапа, но решать большинство вопросов на своих этапах прямо вот с первого. Ну, на самом деле не такой просвет-то и большой между 4 лидеров и группами преследователей. Там 13 номер, Полина Некрасова, выступающая за первую команду Санкт-Петербурга, совсем недалеко. Напоминаю, что только 2 команды напрямую выходят в финал, ну и еще 6 команд, 2 команды из каждого забега, соответственно. И еще 6 команд по лучшему времени будут отбираться, поэтому нужно запоминать секунды тем командам, которые финишируют с 3-го места и ниже. Кто знает, может быть и 6-е место там, в полуфинале, может даже и 7-е, а то и 8-е, может даже даст возможность выйти в решающий раунд, если, например, следующий полуфинал будет медленным, намного медленнее, чем этот. Ну, 14 номер мы видим, по-прежнему Наталья Матвеева лидирует, и вот Наталья Непряева рядом с ней. Вот сейчас Непряева догоняет Матвеева, и вот на этом подъеме, наверное, даже и может выйти вперед. Вот сейчас прибавляют спортсменки. Вот уже группа уже не из 4 лыжниц, а из 5. Все-таки Полина Некрасова смогла вклиниться в эту борьбу, и вот уже опережает 18 номера Мария Давыденкова из Республики Татарстан из 2 команды. Но первая команда вот Татарстана по 17 номеру вот чуть-чуть позади идет. Это Жанна Муравьева на 2-м этапе командного спринта выступает. Подъемчик сейчас отработали спортсменки. Ну нет, смотрите, Наталья Матвеева Непряева не пускает вперед. Продолжают они вместе идти. Вот сейчас снова Матвеев вроде чуть подотстает, и Непряева вроде бы как выходит на 1-е место. Ну, здесь сейчас будет уже скоро очередная передача эстафеты. Наталья Непряева сделала все, что было в ее силах, наверное, не стала выкладываться, сделала довольно комфортную позицию для Ирины Севериной. И вот она сейчас 3-й этап командного спринта идет. Вот эстафета прошла. Это Ирина Северина, 15 номер, и 14 номер Аида Баязитова. Следом вот здесь 18 номер у нас Ольга Сергеева из команды 2-й Татарстана. И 12 номер Полина Кальсина, Ханты-Мансийский автономный округ, 1-я команда идет. И вот здесь еще 13-й Лариса Рясина, Санкт-Петербург, 1-я команда. Вот сейчас 5 человек. Небольшой просвет между ними 21-м, по-моему, номером, да, Анастасия Мазурина, Ханты-Мансийский автономный округ. 4-я команда. А, 3-я команда с Ханты-Мансийска, не 4-я, 3-я, там она Безюкова на 1-м этапе. Ну, сложно будет, наверное, все-таки соперницам догнать лидеров. Видим, что уверенно пока что 14-15 номера держат ситуацию, контролируют лыжню. Это, напоминаю, у нас команды Москвы и Тверской области номер 1. Для болельщиков из Республики Коми, конечно, самое интересное будет полуфинал А, который пройдет следом. Но вот мы видим, что Ирина Северина все-таки, да, отстает. Немножечко не может она поддержать темп, заданный спортсменкам. Но я, как и говорил, для Тверской области эта надежда вся больше связана с Натальей Непряевой. Да? Сможет ли Ирина Северина привозить такую позицию, такую разницу во времени, комфортную для отыгрыша Непряевой? Ну вот это любопытно. Это вот вопрос риторический, наверное, в сегодняшнем командном спринте. По-прежнему 14 номер Аида Баязитова. 3-й этап у нас уже идет командного спринта. Всего их, напоминаю, 6 по 1400 метров каждый. Бегут спортсменки, как видите, классикой. Вот здесь вот Ирина Северина не отстает все-таки, да, хоть и
уже потеряла лидирующее место давно, но вот ее задача держаться в этой группе. Наталья Непряева, конечно, большая умничка и красавица, но не всегда, конечно же, все может и она решить на дистанции. Если бы, может, там с Ириной Севериной была бы Марит Бьорген, может, было чуть-чуть полегче бы команде Тверской области. Но вот почему-то Марит Бьорген не хочет за Тверскую область выступать. Выступает за сборную Норвегии. 14 номер. Все у нас так же. Аида Баязитова никого не пропускает вперед, хотя и вот Полина Кальсина из Ханты-Мансийского автономного округа буквально наравне идет с ней. Здесь у нас, напоминаю, 18 еще номера 3 Ольга Сергеева и Лариса Рясина, ну и, конечно же, Ирина Северина, мастер спорта из Тверской области, спортивная школа Олимпийского резерва номер 81 Бабушкина. У нас, видим, чуть погода вроде как меняется на улице, было довольно солнечно, ясно, тепло, прекрасно, практически стихами получилось сказать, но сейчас чуть потемнее становится, не дай бог еще снег с сильным ветром появится, чтобы совсем было приятно спортсменам выступать. Смотрим, сейчас очередная эстафета будет передаваться, по-прежнему Аида Баязитова и Полина Кальсина впереди, ну, комфортного отрыва, наверное, пока еще не удалось никому из лидирующей группы составить. Так что на каждом этапе ситуация может в корне измениться. И вот мы видим, Наталья Матвеева снова принимает эстафету первой. И Наталья Непряева четвертой бежит сейчас после этой передачи. Предпоследний для себя этап бегут спортсменки. Я думаю, что, в принципе, Непряева вот уже сразу же включается в борьбу, обходит она Полину Некрасову из Санкт-Петербурга. Довольно уверенно, если там на передаче Некрасова чуть-чуть лучше сумела адаптироваться, сориентироваться, то вот сейчас Наталья Непряева быстро себе 4-е место вернула. И дальше у нее стоит задача опередить еще как минимум 2, а то и, может быть, и 3 спортсменок. В прекрасной форме Наталья находится. Это видели мы и в индивидуальном спринте, который она выиграла буквально на одной ноге. Буквально не заставили ее соперницы даже включать ускорение, какие-то добавлять усилия для финиша. Уверена, победа, там, в общем, без вариантов была у Натальи Непряевой. Ну вот сейчас уже снова, вот видите, уже на 3-е место выходит Наталья. Смогла обогнать Марию Давыденкову из 2-й команды Татарстана. Вот, и стоит уже, да, буквально экономит силы. Видим, что лыжи лучше катят у Натальи, чем вот у Матвеевой Натальи, тезки. Может, даже была сила сэкономить. Буквально на 2 вытянутых ногах Наталья проехала этот спуск небольшой. Ну, вот, кто знает, стоит ли сейчас лыжницам ускоряться, бежать вперед, зная о том, что если это сделать, то Непряева может и обогнать, и выйти на лидирующую позицию, а так можно, в принципе, ее и попридержать за спиной у себя. Наталья Матвеева сейчас здесь как царь Леонид Фермопилах, не пропускающая Пересидско-Непряевское войско, Пересидско-Тверское. Продолжается у нас пока что дистанция. Вот показывают живописную природу Сыктывкара, ну и показывают нам не менее живописные виды лыжниц, которые немножечко отстают от лидирующей группы. Вот здесь Наталья Непряева выходит на свободную лыжню, и здесь ей, в принципе, можно включаться потихонечку в этот подъем, после которого уже будет выход на стадион, ну что, собственно, мы и видим. Непряева выходит уже на 1-е место. Здесь смогут ли ее такой почин поддержать Матвеева и Шаповалова? Ну вот пока что подудается. Может быть, уже на финише 6-го этапа это не получится. Вот там, конечно, будет более интересная борьба. Здесь-то все-таки больше тактические приемы, хитрости, маленькие лыжные. Ну вот мы видим, что пока что тактика Тверской области дает плоды.
лидирует первая команда Тверской области после 4 этапов в командном спринте. И сейчас вот опять Ирина Северина с замечательной задачей много не проиграть. Вот Ирина оглядывается и получает эстафету от Натальи Непряевой. Она чуть-чуть пересекла дорогу Аиде Баязитовой. Но это Аиде не помешало. Аида, в общем, на первых же метрах вышла на привычную для себя первую позицию. И вот сейчас, конечно, Аида Баязитова будет рубить этот круг по полной. По максимуму будет включаться Аида, чтобы Непряева уже у команды Москвы ничего не смогла отыграть на решающем отрывке. Ну и команда Ханты-Мансийского автономного округа, там мы видели совсем в доли секунды от Аиды. Это Полина Кальсина на этом этапе бежит тоже, как мы понимаем, завершающий этап для спортсменов, которые сейчас на лыжне. А вот 17-й номер, это вот первая команда Татарстана. Ну, видимо, не очень хорошо сложилась гонка, может быть, сервисмены не очень угадали со смазкой, может быть, спортсменки переволновались, но может быть просто форма не такая. У лыжниц не готовы, наверное, они бы оказались к поддержанию такого темпа высокого. Но вот что мы видим? Мы видим, что Полина Кальсина уверенно так обошла Баязитову и сейчас лидирует, да, после первой, не промежуточной, конечно, отсечки, после первых там половины круга, наверное, так будет правильно говорить. В первом появлении на стадионе Полина Кальсина захватила лидерство. Аида Баязитова за ней, Ирина Северина, и далее у нас еще идут Лариса Рясина, Санкт-Петербург-1, и Ольга Сергеева, Татарстан, вторая команда. Ну, Ольга Сергеева вчера в дебюте женской индивидуальной гонки на 10 километров классикой показала прекрасный результат. Там более половины дистанции не могли его никто даже близко повторить. Ну, к сожалению, конечно, для Ольги Сергеевой в красной группе нашлось порядочно лыжниц, которые смогли превзойти секунду Ольги, но тем не менее заставила себе вчера поговорить, и именно по ее результату довольно долго вели лыжниц. Ну, здесь у нас хвост, если так можно правильно сказать, хвост данного забега, 20-й номер Анна Безюкова и 21-й Анастасия Мазурина. Две команды Ханты-Мансийского автономного округа, 3-я и 4-я. Ну и рядом с ними Ольга Михайлова, вторая команда Тверской области. Выше знамя российского лыжного спорта. Видите, слоган на стадионе. Ну, на Олимпиаде в игры в Пхенчхане знамя российского спорта лыжного было, ну, если не выше некуда, то довольно высоко. И тех, кто это знамя держал и поднимал, мы увидим. Ну, в принципе, мы видим и сейчас. Это, например, на 6-м забеге будет Наталья Непряева. Ну, увидим и в следующем полуфинале у девушек. Ну и, конечно же, в мужской части спринтерских забегов, командного спринта. 12 и 14 номера, напоминаю, у нас Полина Кальсина и Аида Баязитова сделали уже неплохой разрыв между собой и третьим местом. Но напоминаю, что все-таки, да, вдруг кто-то только сейчас подключился к нам. Именно первые две команды из каждого полуфинала выходят на прямую финал. И вот сейчас очень весомая заявка у Ханты-Мансийского автономного округа и у команды Москвы. Вот сейчас они прям уверенно идут к этим двум путевкам напрямую. Вот в таком же порядке они передают эстафету. И вот на последний этап устремляются Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Вот только сейчас, там уже не видел, там, по-моему, Мария Давыденко, все-таки Республика Татарстан, вроде третий передала эстафету. Ну и Наталья Непряева сейчас должна получить эстафету и попытаться, наверное, отыграть вот такое огромное расстояние и отрыв. Да. Тяжелая задача у Натальи Непряевой. Хотя нет, вот она, третий, по-моему, все-таки идет. Не так уж и... Давайте сейчас убедимся все-таки на нормальной, на приближенной картинке, кто на каком месте идет. Понятно, что сейчас лидирует ХМАО и команда Москвы. Здесь еще эстафеты до сих пор передаются, но это уже спортсменкам так
пробежаться по стадиону, подышать свежим воздухом, насладиться красотами Сыктывкара, если кто-то еще этого не успел сделать. Ну, здесь вот дуэт Шаповалова и Матвеева. Шаповалова под 12 номером, Матвеева под 14. Ну да, Татарстан все-таки идет на 3-м месте. Мария Давыденкова, 18 номер. Третьими они получила эстафету. Вот Наталья Непряева была там намного позади. И вот интересно, сколько сможет Наташа отыграть. Ну, вообще она уже и смогла все это отыграть. Уже увидите на 3-м месте Непряева. И уже буквально за спинами лидирующего дуэта. Вот это, я понимаю, это интерес. Да? То есть если мы бы опять посмотрели сегодня просто индивидуальный спринт с Непряевой, то там, конечно, было бы, наверное, без шансов для соперниц. А вот здесь, когда есть еще напарница, которая уступает заметно по силам основным конкуренткам, да, ну, здесь уже интереснее. Здесь уже, может быть, нужно включать какие-то дополнительные резервы, чтобы прийти к финишу в нужном интервале. Вот здесь пока хотя бы в числе первых двух в этом полуфинале. Финал, конечно, если Тверская область номер 1 выйдет, ну, там наверняка выйдет, как и даже если не с 1-го, 2-го места, то по одному из лучших результатов по времени. Все равно в финале, если Тверская область окажется, все к этому идет, ну, довольно тяжело будет Наталье Непряевой и Ирине Севериной. Ну, пока что мы видим? Пока что мы видим, что Непряева уверенно это отставание ликвидировала, и вот чем-то уже и выходит на 1-е место. Ну, чудеса какие-то, да? Как от стоящих Наталья Непряева убегает. Это, наверное, читерство какое-то. Я бы, наверное, на месте организатора запретил бы выпускать Наталью Непряеву на командный спринт. Потому что судьба медали, кажется, может таким образом вообще быть предрешена заранее. Ну, это, конечно, все небольшие шутки. Но мы видим, что чуть-чуть не опередили. Вот наравне практически Непряева с Матвеевой. И вдвоем вот так вот они финишируют. И, в общем, уступает Евгения Шаповалова им. Что можно сказать? Поздравляем команду Москвы Аида Баязитова, Наталья Матвеева и Тверской области номер 1 Ирина Северина, Наталья Непряева с прямым попаданием в финал. И Ханты-Мансийский автономный округ стал 3-м. Полина Касина, Евгения Шаповалова. Здесь, конечно, все зависит от секунд, показанных спортсменками, ну и вот другие команды, которые финишировали за лидирующей тройкой. Там тоже, конечно, нужно ждать им результатов следующего полуфинала А у девушек, чтобы посмотреть, попадут ли они в решающий забег, смогут ли включиться в борьбу за медали. Ну, мы видим как раз вот Республика Татарстан, первая команда, Анна Марковкина, Жанна Муравьева. Жанна Муравьева сейчас финиширует. Уступила команда первой Татарстана второй команде Татарстана. Ну, наверное, здесь, не знаю, почва для размышления для тренеров команды из Татарстана должна быть. Здесь на финише 20-й номер Анастасия Игнатьева из 3-й команды Ханты-Мансийского автономного округа. Вряд ли 3-я и 4-я команды Ханты-Мансийска смогут показать хорошие результаты, достойные для выхода в финал. Как и вот 2-я команда Санкт-Петербурга, вот Жанна Муравьева, прошу прощения, Оксана Гловацких, Санкт-Петербурга на финише. Вот, ну, я думаю, что, по крайней мере, первую команду Ханты-Мансийского автономного округа, Полину Катину, Евгению Шаповалову мы в финале должны увидеть вместе с вами. Должны. Интересно, кто-то вообще остался у нас еще на дистанции. Показывают нам болельщиков. Вот, приехали ребята из Ухты. 300 с лишним километров от Сыктывкара до Ухты. Ну, вот, не постеснялись, не поленились. Вот, поддерживают лыжников. Это здорово. В 11:30 у нас пройдет полуфинал А у девушек. Это уже совсем скоро. Это уже 7 минут до этого забега остаются. И, наверное, стоит поговорить чуть-чуть и о нем поподробнее. Ну, сейчас, секундочку, подождите.
Ну, да, тут пока я думал, что нам покажут итоги полностью полуфинала Б. Ну, пока не показывают, мы, наверное, поговорим о полуфинале А у девушек. Это сразу здесь мы видим 3 команды Республики Коми. Ну, давайте по порядку. Под первым стартовым номером будет выступать Республика Коми номер 1 Ольга Царева и Юлия Белорукова. Под вторым номером команда Республики Коми 2 Ольга Рочева, Анастасия Власова. Под номером 3 Ханты-Мансийский автономный округ, вторая команда Анна Поваляева, Мария Гущина. Под номером 4 Тюменская область номер 1 Евгения Ощепкова, Татьяна Алешина. Под пятым номером вторая команда Тюменской области Ольга Репницына, Ольга Кучерук. Шестая команда Новосибирская область Анастасия Москаленко, Елена Соболева. Под седьмым номером Тюменская область номер 3 Анна Жеребятьева, Анастасия Рябова. Номер 8 Московская область Ольга Яшина, Наталья Ильина. Номер 9 третья команда Республики Коми Виктория Милина, Инна Костюченко. Под 10-м стартовым номером команда Хабаровского края это Екатерина Денисова и Екатерина Макурина. И 11-й стартовый номер у команды Санкт-Петербурга номер 3 Татьяна Чванова и Елена Усеевой. Ну, кого здесь мы, конечно же, рассчитываем увидеть в борьбе за выход в финал? Ну, наверняка это Республика Коми номер 1, это Ольга Царева, Юлия Белорукова. Это вот, уверен я в девчонках. Хотелось бы, конечно, чтобы и вторая команда Республики Коми смогла побороться за выход в финал. Но здесь есть, как мы видим, и Ханты-Мансийский автономный округ, вторая команда, и Тюмень, первая, безусловно, Ощепкова Алешина. Это команда, которая должна выходить в финал, и команда, которая украсит с собой решающий забег. Ну и, наверное, и даже, кстати, Тюменская область третья команда, Анна Жеребятьева, Анастасия Рябова. Вот девчонки хорошо себя показывают на этом чемпионате. И в вчерашней индивидуалке Анна Жеребятьева была неплохая, и Анастасия Рябова, если не ошибаюсь, в спринте бежала индивидуальном, тоже выходила через пролог, выходила в решающие забеги. Ну вот сейчас нет, полуфинал Б. Ну, плашечка у нас, конечно, сегодня немножечко хромает. Это был полуфинал Б, показывали, это был только что у нас уже прошел. У нас сейчас полуфинал А. Такая вот жеребьевка получилась, что вначале был полуфинал Б, потом сейчас полуфинал А. Ну, у мужчин все на своих местах. Да? У мужчин сначала полуфинал А все-таки, как и положено. Ну, у нас вот показывают 11 номера у мужчин. В очках даже и не скажу, кто бы это мог быть. Но это кто-то из команды Самарской области, скорее всего. Да? 11 номер — это Самарская область, там Игорь Усачев, Валерий Гонтарь выступают за команду. Так что кто-то из них радуется и позирует нашим операторам. Ну вот здесь мы видим на экране 9 номер, это Республика Коми номер 3, это была Инна Костюченко. Здесь своих спортсменок, надеюсь, мы не обознались. Вот напоминаю, что у нас в знак памяти и скорби о жертвах ужасной трагедии в Кемерово сегодня все спортсмены с черными ленточками на руках бегут. Действительно, трагедия ужасная. Наверное, лишний раз не будем уже напоминать, рассказывать, что там произошло. И сегодня, конечно же, по всей стране день траура объявлен. Но соревнования, конечно, нужно продолжать, вопреки всему. Так что мы сегодня с вами в эфире наблюдаем командные спринты. Наверное, одну из самых интересных, действительно, гонок в программе чемпионата. Самых быстрых, ярких, ну и для болельщиков, конечно же, очень приятных, потому что, находясь на стадионе, они видят буквально все перипетии борьбы, могут оценить шансы соперников, могут делать какие-то прогнозы, наверное, да. Ну, у нас прогноз, наверное, то, что выйдут из этого забега с первым-вторым местом, наверное, Республика Коми первая команда и Тюменская область первая команда. Ну, вот такой вот прогноз. Да, рискну предположить, по крайней мере, что так этот забег закончится. Немного не хватает пока что у нас девушкам из Республики Коми до медалей. Это Юлия Белорукова вчера, по-моему, 6-й финишировала в индивидуальной гонке на 10 километров, там, с хорошим отставанием от первого места. Но Юлия
в общем, не совсем в хорошей форме подошла к соревнованиям. Действительно, очень много неспортивных таких мероприятий выпало на ее судьбу после 2 медалей в Пхенчхане. И довольно сложно переориентироваться и подготовиться к чемпионату в таких условиях. Но надеемся, что все-таки, если вчера была первая гонка, то сейчас почувствовал соревновательный вкус, и сегодня Юлия Белорукова и Ольга Царева имеют хорошие шансы на выход в финал, а там уже, наверное, и на борьбу за медали. Ну, значит, надо, конечно, двигаться поступательно, надо решать задачи по мере их появления. И мы смотрим, все готово к старту женского полуфинала А в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. 6 километров по 1400 метров. Поехали. Первый номер, напоминаем, Ольга Царева выходит на первом этапе из Республики Коми. Под вторым номером Ольга Рочева, тоже вот известная спортсменка, член известной династии Рочевых, Ольга Рочева-Москаленко. Вот, представляю вам сейчас на экране, наконец-то, полуфинал А, эту плашечку. Можете ознакомиться с полными составами, если вдруг кто-то только сейчас подключился или не услышал, когда мы представляли команды. Вот, в общем, сейчас идет полуфинал А, первые этапы. Вот Ольга Рочева, Ольга Царева, Анна Поваляева, Евгения Щепка, Ольга Репница, Анастасия Москаленко, Анна Жеребятьева, Ольга Яшина, Виктория Мирина, Екатерина Денисова, Татьяна Чванова на дистанции. Ну, вот здесь первым поворотом вроде все хорошо проходят, никто не упал. Всегда тревожно за первый поворот. Там всякое может случиться, мы это понимаем. И, я так понимаю, здесь сейчас с первых метров от номера 1 Ольга Царева, первая команда Республики Коми, захватывает лидерство. Спринты для Ольги Царевой все-таки более любимое зрелище. Ну и вообще здесь сразу 3 команды из Республики Коми бегут, и вот они сразу 3 идут в числе лидеров, и там следом за ними 2 команды Тюменской области, и в эту Коми-Тюменскую войну вмешалась Ольга Яшина из Московской области. Конечно, может быть, есть какая-то речь о командной тактике, когда сразу 3 спортсменки одновременно на дистанции, и причем мы прекрасно понимаем, что и первая, и вторая команда являются одними из претендентов на выход в финал, но вряд ли команда из Виктории Милиной и Инны Костюченко сможет навязать борьбу все-таки на долгой дистанции. Виктория Милина, конечно, на пике формы показывала прекрасные выдающиеся результаты, и была и призером чемпионатов и кубков страны, и кандидатом в сборную, но, наверное, это было уже несколько лет назад, да, не сегодня, не в настоящее время. Инна Костюченко вообще 1995 года рождения, ну, пока что от нее таких вот выдающихся подиумов мы тоже, к сожалению, не наблюдали, и наверняка, ну, конечно, хотелось бы обратного, да, но, скорее всего, команда под 9 номером, 3-я команда Республики Коми отойдет вглубь пелотона этого. Ну вот, все наши надежды больше связаны с 1-м и 2-м номером. Ну, давайте смотреть. После длинной прямой здесь мимо биатлонного стрельбища выходят девушки на подъем. Это Ольга Царева здесь, видим, 1-й номер. Довольно неплохо выглядит. Чемпионка России, кстати, Ольга Царева в командном спринте как раз с Юлией Белоруковой. Да? Так что вот, защищают свой титул девушки. Ну, по-прежнему 9 номер Виктория Милина в числе лидеров. И вот здесь Евгения Щепкова из Тюменской области, из первой команды, ее опережает. Победительница Всемирной универсиады 2013 года. Евгения Щепкова как раз в смешанном командном спринте. Так что умеет она такие дистанции бегать. Ну и будет передать на эстафету Татьяне Алешиной, чемпионке России 2016 года в эстафете, и серебряному призеру чемпионата России 2017 года тоже в эстафете. Ну и в этом чемпионате Татьяна Алешина, в общем, в спринтерской гонке показала свое мастерство. Смотрим, да, вот сейчас. Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Упала. И вот это и командная тактика, да, упала Виктория Милин, ну еще и Ольгу Рочеву заодно сбила. Даром, что не Ольгу Цареву, то нам уже такие моменты, да, даже комментировать сложно, если честно. Татьяна Алешина, Тюменская область, сейчас первая получила эстафету от Евгения Щепковой, и Юлия Белорукова получила эстафету второй от Ольги Царевой. Ну и вот шла сборная Республики Коми 3 командами впереди, а вот сейчас
надо извиняться, конечно же, да, надо извиняться Виктории Мелиной. Досадное падение. Ну, что сказать, мы уже видели, как Еремил Вокуев падал в индивидуальном спринте, шел на 3-м месте в финале и упал. Вот, смотрели мы комментарии к индивидуальному спринту. Не совсем у нас все согласны с ударением Вокуев, Еремил, но поверьте, люди, уважаемые болельщики, что работникам из Республики Коми немножечко виднее, как ставить ударение в фамилии Вокуев, да. И диктор по стадиону это нам подтверждает, и тренерский штаб Республики Коми. Так что запомните раз и навсегда Еремила Вокуева, ударение на букву О. Еремил Вокуев. Ну, а пока переходим мы возвращаемся, точнее, к женскому полуфиналу А в командном спринте. Мы видим Юлия Белорукова уже на спине у Татьяны Алешиной. Надо быть, конечно, аккуратнее нашим спортсменкам. Ну вот видим, что второй номер Анастасия Власова уже 5-й, да, то есть команда Республики Коми номер 2 вроде как бы восстановилась от этого обидного падения прямо перед передачей первого этапа. Ну, конечно, тяжело все равно будет бороться. За первые 2 места наверняка тяжело, но вот за выход в финал, напоминаю, у нас 6 сразу команд из 2 полуфинала выходит в решающий забег по лучшему времени. Вот, может быть, стоит попробовать побороться действительно за попадание по времени в этот забег. Ну, здесь вот соперница, конечно, тоже серьезная. И вот мы видим, Инна Костюченко из 3-й команды Республики Коми совсем уже отстает от лидеров. Ну и падение Виктории Мелиной тоже здесь повлияло на этот результат. Вот здесь еще одна такая контактная, еще один контактный участок. И здесь уже чуть Юлия Белорукова не сбивает соперницы. Ну, как мы говорили, командный спринт здесь, возможно, всякое. Очень плотная, тесная борьба на каждом участке лыжни, на каждом участке трассы. И вот в подъем сейчас спортсменки идут. По-прежнему Татьяна Алешина лидирует. Но мы, в принципе, и предполагали, да, что именно Тюменская область номер 1, Ощепкова, Алешина и Коми 1, Царева, Белорукова должны, по крайней мере, выходить из этого забега с 1-2 результатом. Это, по крайней мере, объективный расклад по силам. Если не вмешается в дистанцию какая-нибудь, не знаю, не потусторонняя сила, а вот какая-нибудь чья-нибудь лыжа, да, или палка случайно вдруг повредится, говорится, чтобы не сглазить. Завершается 2-й этап в нашей гонке, и да, вот здесь вот как раз происходило то падение. И вот передают эстафету спортсменке. Плотно идут и Тюмень, и Коми первой команды. Ну и вот сейчас, да, вот опять здесь вот неудобная дистанция, неудобный такой городок. И получается, что Ощепкова Евгения переехала прямо перед Ольгой Царевой, когда та хотела уже разгоняться на стартовых метрах, и только вот сейчас ей получается это делать. А в это время, пока Царева пытается разогнаться, Ощепкова, в принципе, уже на полной ходу. Следом за ними, видим, 7-й стартовый номер, это Тюменская область номер 3, Анна Жеребятева на этом этапе. Но опять же, мы советовали обратить внимание на эту команду. Ну, в общем, прогнозы пока сбываются. Здесь пока что все более-менее объективно, на самом деле. Это называется, вы попробуйте у мужчин угадать, кто выйдет из какого полуфинала. Там, конечно же, вообще невероятная будет история. Все запутано, все сложно и все непредсказуемо. Ну, вот сейчас у нас подходит к экватору. Полуфинал А у женщин. Мы видим, что по-прежнему Тюменская область лидирует. Коми первая команда за ней Тюменская область 3. И вторая команда Республики Коми на 4-й позиции. Здесь у нас уже Ольга Рочева бежит снова. Вчера Ольга выступала в индивидуальной гонке на 10 километров классикой. Наверное, показала не самые приятные для себя секунды. В общем, осталось далеко позади от первой десятки. Но здесь, в спринтерской гонке, где нужно максимум своих сил выложить на небольшую дистанцию, ну, хоть и пусть 3 раза за один забег, здесь Ольга Рочева, конечно же,
может дать бой любой сопернице, ну, наверное, кроме Натальи Непряевой. Наталья Непряевой мы уже видим, что не может дать бой, наверное, никто на этом чемпионате страны. Здесь все будет зависеть от того, как сильно будет проиграть Ирина Северина на своих этапах. Вот от этого зависит судьба золотых медалей в командном спринте у женщин. Много проиграет Северина, останется Тверская область без медалей, без золотой. Немного, ну, значит, Непряева все ликвидирует и победит. А здесь пока отстающие, там и Московская область была, и Ханты-Мансийский автономный округ номер 2. Вот, кстати, от Хмала, от второй команды, от Анны Поваляевой, Марии Гущиной мы ожидали, наверное, что-то поинтереснее, борьбы получше. Ну, вот здесь все-таки, да, не все прогнозы сбываются. Будем откровенны. Смотрим, отрабатывают лыжницы этот подъемчик перед выходом на стадион. После него будет прямая с поворотом. И будет еще одна передача. Соответственно, сейчас у нас 3-й этап. Бегут лыжницы под первыми номерами в командах. Вот, продолжает только Царева висеть за спиной у Ощепковой. Не давать ей уйти в отрыв. И, в общем, в принципе, наверное, Ощепкова и не пытается особо это сделать. Экономит силы на финальный свой этап, на финальный свой забег. Ну и за спиной у Царевой Анна Жеребятева из 3-й команды Тюмени. Ну вот уже даже и не за спиной уже, в общем, рядом бегут спортсменки. Здесь отставания нет практически никакого между ними. Ну и как и от второй команды Республики Коми, Ольги Рочевой. Вот, в общем, 2 команды из Коми, 2 команды из Тюмени у нас сейчас борются за 2 путевки в финал. Очень интересно. Юлия Белорукова сейчас подхватила эстафету. Ну и Татьяна Алешина из Тюменской области. Впереди Белоруковой. Но вот мне кажется, что Белоруковая лыжи чуть получше катит. И, может быть, воспользоваться этим стоит нашей спортсменке. Может, где-то уже и попробовать, наверное, добавлять. И если не сейчас, то где-то на финальном подъеме на своем этапе попытаться обогнать Татьяну Алешину и наконец-то делать небольшой отрыв для своей напарницы, для Ольги Царевой. Посмотрим, как это получится. Получится ли. Мы видим, что к группе лидеров уже подтянулись еще 2 спортсменки. То есть уже группа лидеров из 6 человек. И здесь такая интересная действительно борьба у нас разворачивается. Довольно плотно, опять же, идут девушки. Не вижу, к сожалению, здесь по номерам, кто это. Вот у нас 6-й номер, вижу, еще подсоединилась. Это Елена Соболева, команда Новосибирской области. Ну, здесь вот обогнала, получается, Анастасия Власова свою соперницу из Тюменской области, Анастасию Рябову. И вот уже 2 девушки из Коми пытаются что-то сделать с Татьяной Алешиной. Мы видим, да, все-таки Юлия Белоруковой скольжение чуть получше. Ну, вот надо вот здесь, вот сейчас на свободной лыжне Юлия выходит. Надо этим пользоваться. И вот 5-го номера мы еще видим Тюменскую область номер 2. Прекрасно. 2 Тюменской области, Новосибирская область и 2 республики Коми. Бегут. 3 Тюменской области, Новосибирская область, 2 республики Коми. Вот так будет правильно сказано. И смотрим, здесь у нас к чему приведет такая вот плотная борьба. Здесь пока спортсменки уходят на прямой с биатлона стрельбище, видим, как 11-й номер 3-й команда Санкт-Петербурга медленно преодолевает дистанцию. Ну, в общем, ничего удивительного нету, потому что 3-я команда Санкт-Петербурга так далеко отстает. Вот удивительно было бы, если бы все оказалось наоборот. Подъемчик у нас очередной проходит спортсменки. Довольно красиво. Красивый план. Спасибо нашему оператору. Красиво и уверенно. На первое место мы видим здесь у 2 команд Республики Коми. У нас сейчас Юлия Белорукова и Анастасия Власова. Опережают они соперницы с Тюмени.
и Новосибирска. Вот. И уже сейчас совсем скоро будет очередная передача эстафеты. Последний будет сейчас этап для Ольги Царевой, Ольги Рочева, Евгения Ощепкова, Ольги Репницыной, Анастасии Москаленко, Анны Жеребятевой. Вот между ними идет борьба за путевки в финал. И будет борьба, видимо, до последних метров. Так, первыми передает команду вторая команда Республики Коми. Получает сейчас от Анастасии Власовой Ольга Рочева, Москаленко. Это, и, собственно говоря, здесь буквально считанные доли секунды между второй командой и первой командой Коми. Ольга Царева сейчас. Вот уже и обходит Ольга Царева. Нет, в общем, уже наравне идут. Здесь не суть важно на самом деле. Впереди еще для них, для обеих, еще 1400 метров. Ну и еще один этап у других, у напарниц. И вот здесь 4-й, 5-й номера идут следом за ними. И получается, это у нас Евгения Ощепкова и Ольга Репницына. Две команды Тюмени. Первая команда Тюмени и Ощепкова, вторая Репницына. Все мастера спорта России. Здесь пока что идет проводит передачу вторая команда Ханты-Мансийска, третий стартовый номер. Не знаю. Надо смотреть, конечно, по результатам первого забега. Вряд ли, конечно, Ханты-Мансийск-2 с таким показателем выйдет в финал. Но там действительно, может быть и получится пробиться в число 6 лучших команд по времени. Давайте это оставим уже на потом. Пока что мы видим, как опережает Евгения Ощепкова уже Ольгу Рочеву и преследует Ольгу Цареву. Может Евгения загадать желание, да, между двумя Ольгами на дистанции находится. Но, наверное, желание сейчас одно. Финишировать первой. Может быть, не просто в этом забеге, но и в финале. Я думаю, что проблем с выходом в финал у команды Тюменской области номер 1 не должно возникнуть, равно как и вообще у всей вот здесь четверки, даже, может быть, пятерки, идущей по дистанции в числе лидеров. Видим, следом за второй командой Коми идут 6 и 5 номера Новосибирской области и третья команда Тюмени, за которую Анна Жеребятева выступает. За Новосибирскую область, напоминаем, Анастасия Москаленко. Сразу после женских финалов у нас, женских полуфиналов, прошу прощения, пройдет мужской полуфинал, а в 12:00 стартуют мужчины. Так что никуда не уходим, все будет буквально через считанные минуты. Ну и в 13:00 уже первый финал у девушек. Сегодня, кстати, сразу после церемонии награждений, там будет небольшая пауза, и в 15:30 будет спринтерские командные забеги у тренеров и сервисменов. Свыше, если не ошибаюсь, 15 команд точно заявилось на эту гонку из разных регионов, так что будет на что посмотреть. Если вдруг кто-то еще думает, оставаться ли ему на лыжном комплексе или боится, что приедет к финалам только командных спринтов, то ничего не теряйте. Вы еще можете посмотреть то, что никто никогда вживую не видел. Старт гонкам вроде как должна даже давать и сама президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльби. Но пока что мы возвращаемся на дистанцию, видим уверенное лидерство первой команды Республики Коми. Ольга Царева сейчас завершает свой этап, его будет передавать эстафету Юлии Белоруковой, ну и на этом Ольга может, наверное, отдыхать до финала. Я думаю, что мало что может помешать Юлии Белоруковой, уверенно, финишировать в числе первых двух лыжниц на своем этапе. Вот кто составит компанию, наверное, все-таки, как и говорили, первая команда Тюмени. Здесь, может, даже особой борьбы за первое и второе место не возникнет. Уверенно мы видим, что Евгения Ощепкова движется второй. Может, конечно, и видим отрыв буквально 7 секунд у Тюменской области до Новосибирской. Возможно, в принципе, что Евгении Ощепковой и Юлии Белоруковой даже не надо и силы-то особо тратить. Напоминаю, что две команды выходят напрямую, 2 лучших результата в каждом полуфинале. Вот первая команда Республики Коми и первая команда Тюменской области сейчас уверенно впереди. И, в общем-то, а зачем напрягаться?
Ну, можно, конечно, сейчас на первой части дистанции пройти в своем темпе, чтобы соперницы не смогли ликвидировать это отставание. До третьего места у Юлии Белоруковой 9 секунд. Получается, у Татьяны Алешиной 7 секунд, как мы говорили. Вот, пройти первую половину дистанции в своем темпе, может быть, финальный подъем отработать, но на финишной прямой, я думаю, что можно и сбавить вполне обороты. Все-таки 9 секунд — это разница для 1400 метров просто колоссальная. Конечно, если бы за спиной была бы Наталья Непряева, мы уже видели, да, что такое, что может происходить, когда между вами 9 секунд, а позади Непряева. Но за спиной-то нет Непряева, за спиной-то Елена Соболева. Так что, идущая на третьем месте, так что здесь все поспокойнее должно быть, и ситуация, наверное, под контролем и у Белоруковой, и у Татьяны Алешиной. Вот они сейчас вдвоем спокойно идут по дистанции. Никаких таких сложностей нету. Видим, в спокойном темпе идут спортсменки. Конечно, еще не расслабляются, да, рано говорить о какой-то расслабленности. И вот мы видим неплохой темп, действительно. Юлия Белоруковая задает, Татьяна Алешина его поддерживает. Ну, Юля вот посматривает, чтобы увидеть отставание, видеть разрыв. Уверен, что на дистанции подсказывает тренерский штаб. Но хотя мы видим, что разрыв-то не такой сейчас и большой. Да? Вот 6-й номер уже подходит поближе Елена Соболева и Анастасия Власова из второй команды Республики Коми следом за ней. Вот здесь дуэль будет поинтереснее. Здесь дуэль уже идет, поскольку не за промежуточную позицию, да, там 3-4 место, наверное, не очень важно для спортсменок. А здесь уже дуэль идет за секунды. За секунды, и дуэль не только между собой, но и с спортсменками из первого забега. К сожалению, вот не могу сказать ориентир по первому забегу, какое время показали спортсменки, не попавшие в число двух сильнейших. Вот, но по-любому у тренерского штаба, у тренерских штабов обеих команд есть эти данные, и могут они по ним вести и примерно подсказывать своим спортсменкам, нужно ли сильнее как-то добавлять, выкладываться ли нужно по максимуму, или идти в своем темпе, и тогда все будет замечательно. Но мы видим на финише уже Юлия Белорукова, Татьяна Алешина. Вот они вдвоем. Вот здесь я говорю, вот. Была бы другая ситуация, мы видели здесь бы жесткий финиш, а здесь Юлия Белорукова и Татьяна Алешина докатываются уверенно и выходят в финал. Первая команда и Коми, и Тюменской области. Здесь вот опережает команда вторая Республики Коми, соперница из Новосибирска. Третье место Республики Коми, четвертое место Новосибирская область номер 1, соответственно, единственная команда. И пятая финиширует Тюменская область номер 2 под пятым стартовым номером. Ну, в общем, первая команда Коми была первым номером, стала первой. Тюменская область вторая была под пятым номером, стала пятой. Больше у нас пока что совпадений нету. Вот сейчас Тюменская область номер 3, Анна Жеребятева и Анастасия Рябова. Вот сейчас Анастасия Рябова, уверена. Так вот, из последних сил катится к финишу. Вот тут как раз вот здесь, наверное, вопрос по времени подвисает. Надо вот смотреть с первым забегом. Но нам принесут в любом случае итоговые финишные протоколы у обоих полуфиналов и стартовые финала. Так что будем уже смотреть, кто из какого забега вышел в решающий. Ну, здесь уже на финише Ханты-Мансийский автономный округ, вторая команда Анна Поваляева, Мария Гущина. Боюсь, что только одна из Ханты-Мансийская команда окажется в финале. Было их, напоминаем, 4. Вот, скорее всего, мы видим 2 команды из Коми, 2 команды из Тюмени, а то, может быть, даже и 3. Одну из Новосибирска, одну из Ханты-Мансийска, из Тверской области. Там уже дальше уже не рискну предположить. Возможно, второй команда Татарстана увидим. В общем, ждем мы сейчас итоговые результаты, но пока что, как мы видели с вами, напрямую у нас прошли команды Москвы, команды Тверской области номер 1 и команды Республики Коми и Тюменской области номер 1. И вот сейчас только третья команда Республики Коми, Инна Костюченко, финиширует. Вряд ли такой не очень хороший результат у третьей команды Коми связан с падением Виктории Мериной на самом старте.
точнее даже не на самом старте, на финише своего первого этапа. Вряд ли. Ну, скорее всего, это объективный результат, объективно такие сейчас такое расположение сил. Но, с другой стороны, если бы не падение Виктории Мелиной, которая еще с собой Ольгу Рочеву завалила, может быть, Республика Коми-2 могла показать и более интересные секунды. Вот, я надеюсь, что это не скажется на выходе в финал для второй команды из Коми. Ну, а мы сейчас будем, наверное, уже потихонечку ждать. Да, у нас остаются считанные минуты до старта мужского полуфинала. Первого полуфинала А. Напоминаем, там у нас 14 команд в первом полуфинале будут выступать. И забег стартует в 12:00. Так, собственно говоря, полуфинал А сейчас будет у мужчин. Сейчас не знаю, почему нам показывают плашечку полуфинала А у женщин. Результаты. Вот на ваших глазах результаты полуфинала А. В общем, 22:11. Надо запомнить вот это время. 22 минуты 11 секунд. И, наверное, сравнить с результатами полуфинала Б у мужчин. У женщин, прошу прощения. Вот если вы нам покажете полуфинал Б еще результаты, будет вообще замечательно. Мы хотя бы поймем, что к чему, и, наверное, без стартовых протоколов. Пока что полуфиналы А у мужчин. Здесь у нас, напоминаю, 14 команд, с 1 по 14 номер. Под первым номером Республика Татарстан, номер 1, Артем Николаев, Андрей Ларьков. Удмуртская республика, номер 1, второй номер, Дмитрий Епаров, Максим Валикжанин. Третий номер, Республика Коми-1, Алексей Виценко и Еремил Вокуев. Четвертый, Республика Коми-2, Илья Порошкин, Илья Сеймиков. Пятый номер, Тюменская область 2, Иван Якимушкин, Андрей Парфенов. Седьмой, неожиданно седьмой почему-то номер, где... шестой чуть ниже в протоколе. Седьмой номер, Свердловская область, Рамиль Миндияров, Дмитрий Бакланов. Вот шестой номер, Сибирский федеральный округ, Андрей Смолянин и Кирилл Ягупа. Восьмой, Санкт-Петербург, Андрей Нищаков, Андрей Краснов. Девятый, Тюменская область, третья команда, Алексей Симонов, Илья Санников. Десятый, Томская область, Максим Толкачев, Сергей Лытнев. 11-й, Самарская область, Игорь Усачев, Валерий Гонтарь. 12-й, Сахалинская область, Владимир Каркин, Андрей Власов. 13-й, Московская область 2, Павел Викулин, Федор Назаров. 15-й номер, получается, Сахалинская область 2, Яков Лиманов или Иван Гуляев. И 14 номер, Алексей Шемякин, Александр Терентьев. Если вы думаете, что я где-то пропустил перед 15 номером 12, 13 и 14 номера, то... нет, все нормально. Они все здесь. Это уже не туда мы смотрим. Все прекрасно у нас здесь. С 1 по 15 номера в мужском забеге. Итого 15 все-таки команд. Вот, на кого посмотреть, на кого обратить внимание? Видимо, на команду из Республики Татарстан. Да? Там у нас выступает Артем Николаев и Андрей Ларьков. Артем Николаев у нас победитель серебряный и бронзовый призер Всемирной универсиады 2015 года. Выиграл он золото в эстафете, стал вторым в классической гонке на 10 километров и третьим в мастарте на 30 километров свободным стилем. Про Андрея Ларькова, в принципе, добавлять нечего. Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Пхенчхане, в эстафете стал серебряным призером и бронзовым в 50-километровом мастарте. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года, тоже в эстафете чемпион России становился Андрей Ларьков на 70-километровой гонке свободным стилем. И завел, в общем, целый комплект медалей. Тоже победитель Всемирной универсиады 2015 года в спринте свободным стилем и в 30-километровой гонке свободным стилем в мастарте. Еще и заодно и в эстафете 4 по 10 километров. Так что Андрей Ларьков — это сейчас, скажем, один из основных спортсменов сборной России. Конечно же, на Республику Коми-1 Алексей Виценко, Еремил Вокуев, на хозяев, да. Безусловно, на Удмуртскую республику, где сразу два заслуженных мастера спорта, это Дмитрий Епаров и Максим Валикжанин, бегут. Собственно, Максим Валикжанин — это тоже икона, наверное,
гонок в Российской Федерации, есть серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, и в командном спринте был с Никитой Крюковым призером в масс-старте. В общем, участник Олимпийских игр сразу двух, 10 и 2014 года, им множество титулов чемпионов мира и медалей всех различных соревнований. Ну, наверное, чуть-чуть поменьше заслуг Дмитрия Апарова. Ну, в принципе, тоже как бы достаточно. Тоже серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в эстафете и многократный призер чемпионатов страны. Наверное, на Тюменскую область 2. Здесь Иван Якимушкин, Андрей Парфенов. Оба спринтера со стажем. Оба спринтера хорошо себя показали в классическом, в индивидуальном спринте. Так что, наверное, вот на эти 4 команды мы бы хотели обратить ваше внимание в этом забеге. Полуфинальный забег Б будет еще жестче. Там вообще, что не имя, то звезда. И стартовали мы у нас сейчас. Напоминаем, у нас Артем Николаев, Дмитрий Епаров, Алексей Виценко, Илья Порошкин, Валерий Кимушкин, Рамиль Миндияров, Андрей Нищаков, Алексей Симонов, Максим Толкачев, Игорь Высочев, Владимир Каркин, Павел Викулин, Яков Лиманов, Андрей Смольянин, Алексей Шемякин на дистанции сейчас бегут. Ну и вот мы видим 3-й номер Алексей Виценко и 5-й номер Иван Якимушкин. Вот сейчас на первых 2 позициях выступают. С первых метров на комфортном для себя расстояние держится. Ну, сложно рассудить, когда у тебя в забеге 15 спортсменов, и вы проходите только первый поворот, кто на каком месте идет. Даже после первого поворота все может измениться, я смотрю, наверняка уже и изменилось. Напоминаю, что только 2 спортсмена, 2 команды выходят в финал. Такая же история, как и у женщин, такая же и у мужчин. Ну и еще 6 будут отбираться по времени. Ну вот 3-й номер по-прежнему Алексей Виценко лидирует. Здесь по-прежнему Иван Якимушкин. И 7-й номер Рамиль Миндияров. 8-й Андрей Нищаков. Вот Дмитрий Епаров. Вот 2-й номер, наверное, как мы и говорили, к нему тоже должно быть пристальное внимание. Команда из Удмуртии представлена 2 заслуженными мастерами спорта. Это, не знаю, это даже комментариев особых не нуждается, дополнений тоже не требуется. Удмуртия, безусловно, является одним из фаворитов этого полуфинала. Я думаю, что ребята должны тоже проходить финал. Если не напрямую, то хотя бы по времени. Дмитрий Епаров, Максим Валикжанин. Максим Валикжанин 36 лет в этом году спортсмену. Он по-прежнему выступает на высоком, на высочайшем просто уровне, и мы видим по этому турниру, по индивидуальному, то же самому спринту. В форме Максим, в прекрасной форме находится. Всем бы в такой форме находиться в его возрасте. Ну, для лыжников, наверное, возраст не такая сильная помеха. Знаем мы ребят, которые выступают и в 40 лет. Ну, конечно же, скорость все равно со временем падает. Но вот Максим Валикжанин опровергает эту теорию. Пока что отстающих таких не видим на дистанции. Все еще впереди. Ну и Иван Якимушкин сейчас на первом месте. Алексей Виценко за ним. И 8-7 номера Андрей Нищаков, Рамиль Миндияров. Санкт-Петербург и Свердловская область преследуют 2 промежуточных лидеров, которые уже бегут вместе со всеми передавать эстафету. Трибуны восторженно встречают своих спортсменов. Ну, понятное дело, что за хозяев соревнований болеют по максимуму. Ну, и Иван Якимушкин тоже себя влюбил в публику. Неплохо выступил в спринте. Иван Якимушкин передает эстафету Андрею Парфенову, а Алексей Виценко Еремилу Волкуеву. Ну, в общем, Еремил, давай, тут, пожалуйста, без всяких эксцессов. Есть у тебя хороший шанс, наконец-то, и в спринте показать свое выступление. Напоминаю, что если вдруг кто-то только сейчас подключился к трансляции и будет писать гневный комментарий, что фамилия Волкуева Вокуев, вот, катитесь-ка вы лесом. Волкуев фамилия Еремила. Подтверждено всеми источниками. А гонка у нас продолжается. Уходит уже на первый такой крутой поворот спортсмены. По-прежнему лидирует у нас Тюменская область номер 2.
Иван Якимушкин и Андрей Парфенов. Вот такая хорошая команда у Тюмени под вторым номером. Логично спросить, а вообще кто у Тюмени под первым номером, если Якимушкин, Парфенов, это второй. Под первым номером Глеб Ретивых, Александр Большунов, они вот будут бежать в полуфинальном забеге «Б». Так что мы видим, что у Тюмени две равноценные, наверное, я бы сказал, все-таки команды. Ну, наверное, первая команда чуть-чуть посильнее, но на дистанции в спринте это чуть-чуть может и не сказаться. Ну, мы видим сейчас Ермил на первой позиции, обогнал он Андрея Парфенова. Здесь, конечно, еще все впереди. Очень такой плотный пелетон в нашем полуфинальном забеге А. И мы видели уже и по женским забегам, что то, что идет на втором этапе, это, в общем, не показатель. Например, в женском забеге третья команда Коми неожиданно шла долгое время в числе лидеров, но мы видели, с каким отставанием она финишировала. Ну, здесь пока все вроде как бы спокойно идет. И напоминаем, да, ну, наверное, где-то ждем еще, наверное, в группе лидеров-то Республику Татарстан. Там сейчас Андрей Ларков принял эстафету от Артема Николаева. Заслуженный мастер спорта Андрей Ларков. Должен где-то прибавлять, должен выводить свою команду, ну, хотя бы в пятерочку, да, лидеров на этом этапе. Ну, здесь Еремил Волков по-прежнему лидирует. Ничего не меняется. Но, видим, вот Удмуртия, да, вот здесь второй номер. Ну вот и Татарстан, да, вот. И Андрей Ларьков, и Максим Валикжанин, в общем, все здесь. Никто их со счетов и не списывал, и они, в принципе, довольно уверенно идут в первой пятерке. И еще рядом здесь Тюменская область, третья команда. Здесь Илья Санников за эту команду выступает на втором этапе. Ну, здесь в передаче эстафеты Республика Коми, первая команда, первая, и передает ее. За ней Тюменская область, вторая команда. Удмуртия мы видим, как и говорили. И дальше все плотно. Дальше все плотно. Уже и вот Санкт-Петербург, единственная команда, 8 номер. Это, получается, Андрей Краснов возвращает на дистанцию Андрея Нищакова. Вот мы видим. Буквально в 2 секундах 4 команды уместились. Коми, Тюменская область 2, Удмуртия, Санкт-Петербург, ну вот, которых мы и озвучили. Дмитрий Епаров сейчас у Удмуртии на дистанции, у Татарстана Артем Николаев, у Коми Алексей Виценко и у Тюменской области 2 Иван Якимушкин. Ну вот здесь мы видим, начинают появляться все-таки эти просторы, эти небольшие такие отрывы между соперниками, между лыжниками. Может быть, будут только увеличиваться. Хотя будем следить за этой гонкой повнимательней. И здесь мы пока видим, что Алексей Виценко небольшой отрыв такой создал, но отрыв нивелируется буквально за пару усилий. В любом случае, Иван Якимушкин преследует Алексея. Алексей тоже у нас. Виценко тоже участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане. Ну, правда, конечно, до медалей, даже до первой десятки не добрался. Наверное, в принципе, здесь для Алексея главное было участие. Вот небольшой простор есть между ними, группой преследователей, а группа там огромная, растянулась, наверное, на весь стадион. Ну, главным, конечно, соперником является здесь Иван Якимушкин, Дмитрий Епаров и Артем Николаев. Именно вот этот список. Вот здесь Алексей, видимо, чуть притормозил, позволил себя догнать. Не хочет быть таким, не хочет быть такой красной тряпкой для быков. Вот, и дает возможность командно поработать в тандеме с другими лыжниками. Здесь у нас прекрасно тоже был вид одного из судей сегодняшних соревнований. В общем, все замечательно пока что. Вот здесь, да, вот здесь уже первые отстающие такие серьезные появляются. Так что, наверное, уже первые команды выбывают из борьбы
за выход в финал, но в этой борьбе команд 10-12 по-прежнему остается. И очень отрадно, что возглавляет эту гонку Алексей Виценко из Республики Коми. Он оглядывается, смотрит, где соперник, где Иван Якимушкин. А Иван Якимушкин за спиной вот улыбается и машет палочкой, говорит: тут я. Так что расслабляться Алексею не стоит. Хотя вот уже видим, что где-то есть такой запас сил у Алексея. Передает он эстафету Ермилу Вокуеву. И 4-й этап у нас сейчас стартует на эстафете в командном спринте. И по-прежнему команда Коми номер 1 первая, Тюменская область 2 вторая, Санкт-Петербург и Республика Татарстан идут за ними. Ну и где-то там еще есть, видим, 5-й номер. 5-м идет сборная Удмуртии. Первая команда, Максим Валикжанин на этом этапе. Преимущество есть у Максима Валикжанина над другими спортсменами. Ну и он посвежее выглядит, чем Дмитрий Епаров, объективно. Так что мы здесь пока видим, что Удмуртия на этапе Дмитрия Епарова откатывается где-то позицию на 5-6, а на этапе Максима Валикжанина подходит в тройку на 3-4 место. Ну, аналогичная ситуация и в Республике Татарстан, где Артем Николаев и Андрей Ларьков. Все-таки Андрей Ларьков заметно сильнее своего партнера по команде. Чуть не сказал своего коллеги, соперника, нет, все-таки партнера по команде. Ну, коллеги, наверное, тоже приемлемо. Как раз Андрей Ларьков сейчас мы видим на 3-е место выходит. А вот перед Максимом Валикжанином маячит Андрей Краснов из Санкт-Петербурга. Не думаю, что это надолго. Я думаю, что поменяются скоро спортсмены ролями. И пусть Андрей Краснов увидит. Ну, кстати, вот уже и поменялись, да? Вот видим, что Максим Валикжанин выходит на 4-е место, и Андрей Краснов теперь уже видит его спину. И не пускает перед собой вторую команду Республики Коми. Там у нас 2 Ильи, 2 богатыря. Илья Порошкин и Илья Семиков. Илья Семиков, кстати, на этом этапе выступает за вторую команду Республики Коми. Команда Коми можно увидеть, узнать по сине-зеленому комбинезону. Очень яркий, выделяющийся. Ну, как и комбинезон Максима Валикжанина из Удмуртии. Мы тут готовят, настраивают тренеры своих спортсменов. И мы видим разминку Андрея Нищакова из Санкт-Петербурга. И как тренер Игоря Усачева массировал напряженно из Самарской области. А вот здесь между тройкой лидеров, второй тройкой преследователей и вот уже оставшейся группой появляются наконец-то солидные отставания. Ну, опять же, конечно же, они все ликвидируемы, но вот как, например, ликвидировать отрыв от первого места до 8-го уже появляются серьезные вопросы. Напоминаю, у нас Ермил Вокуев сейчас на дистанции лидером. Следом за ним Андрей Ларьков, первый номер. И, в общем, в таком порядке они передают эстафету. Ермил, соответственно, Алексей Виценко. Получается, Андрей Ларьков, Артему Николаеву. Давайте. И да, 5-й номер. Андрей Парфенов здесь уже. Чтобы отправить в бой Ивана Якимушкина. Всем спортсменам, которые сейчас выйдут на дистанцию, предстоит последний свой круг преодолеть в этом полуфинале. Итак, Алексей Виценко от Республики Коми на дистанции, Иван Якимушкин, Тюменской области 2, от Удмуртии Дмитрий Епаров, от Татарстана Артем Николаев, из Санкт-Петербурга Андрей Нищаков. Вот. Пока что они в самом начале своей дистанции. Давайте вернемся к женщинам. Женщин у нас определился финальный состав. Финальный состав, мы его, собственно, и огласим. Значит, в финале у нас будут бежать команда Москвы Аида Баязитова, Наталья Матвеева. Республика Коми 1, Ольга Царева, Юлия Белорукова. Тверская область 1, Ирина Северина, Наталья Непряева. Тюменская область 1, Евгения Щепкова, Татьяна Алешина. Ханты-Мансийский автономный округ 1, Полина Катина, Евгения Шаповалова. Республика Татарстан 2, Ольга Сергеева, Мария Давыденкова. Санкт-Петербург 1, Лариса Рясина, Полина Некрасова. Республика Коми 2, Ольга Рочева, Анастасия Власова. Новосибирская область, Анастасия Москаленко, Елена Соболева. И Тюменская область номер 2, Ольга Репницына, Ольга Кучерук. Смотрим сейчас. Да, вот здесь в полуфинале Б, получается, 4 команды
5 команд вышло из полуфинала Б и 5 команд из полуфинала А. Ну, в общем, довольно неплохо. Получилось, полуфинал Б выдался быстрее по времени. Так, например, победители полуфинала А Юлия Белорук и Ольга Царева были бы своим результатом только 5-ми в полуфинале Б. Но были бы, если бы бежали в таком же темпе. Мы все прекрасно видели, как Белорукова, Алешина на финише буквально пешком шли, зная, что уверенно выиграли свой забег. Вот, ну, соответственно говоря, мы еще вернемся, конечно же, к финалу женщин, который будет совсем скоро на ваших экранах в 13:00. Ну, отметим действительно приятный факт, что 2 команды из Коми вышли в решающий забег, ну и 2 команды из Тюмени. В общем, будут они пытаться отобрать медали у Тверской области, там, где Наталья Непряева, Чудо-женщина и Флэш, 2 персонажа комиксов в одной ипостаси. Вот, будут бороться, будут сражаться. Ну, возвращаемся на трассу к мужчинам. У нас полуфинальный забег А здесь. И мы видим группа лидеров с заметным таким отрывом на дистанции отрабатывает подъем, после которого будет финишная прямая для каждого из этих спортсменов и передача эстафеты последнему заключительному этапу. Здесь 3 и 5 номера, команда на Коми номер 1, команда Тюменской области номер 2. Иван Якимушкин из Тюмени и, получается, Алексей Виценко из Республики Коми уверенно идут к своему финишу. Здесь даже Алексей Виценко вроде как бы накатывает, опережает Ивана Якимушкина. Ну, Леш, ну, молодец, наверное, Алексей Виценко. Принципиально было для него передать эстафету первым. Хотелось бы, конечно, эту принципиальность сохранить и на финал. Надеюсь, что в финале мы нашу команду увидим. По крайней мере, все к этому идет. Но, конечно, и отставание там совершенно небольшое. И вот Еремил Вокуев устремляется на свой последний круг. Следом за ним Андрей Парфенов и Максим Валикжанин, 3-й номер. И здесь уже Андрей Ларьков идет под 4-м. Прошу прощения, Максим Валикжанин на 3-й позиции со 2-м номером. И за ним Андрей Ларьков сейчас должен бежать. Вот такая вот 4-очка у нас в 5 секундах находится. Наверное, между собой разыграют они 2 прямые путевки в финал. Ну, а дальше уже, ну, наверное, в принципе, 4 разыграют, и все 4 пройдут, скорее всего, по времени, даже если кто-то не попадет. Ну, логично, что кто-то не попадет по времени, по квоте напрямую, кто-то должен пройти и по времени из этих 4 команд. Так что я думаю, что мы увидим в полуфинале и Коми-1, и Тюмень-2, и Татарстан, и Удмуртию, безусловно. А вот дальше уже, конечно, будут большие вопросы к командам, которые финишируют позже. Все зависит от секунд и, конечно, от второго полуфинала. Но второй полуфинал, как я вам уже говорил, там вообще просто будет, не знаю даже как это культурно охарактеризовать. Наверное, культурных слов таких и не обозначить. Наверное, ну, заруба там будет за эти 2 путевки просто жесточайшая. Мы видим, на стадионе сейчас проходят половину дистанции, половину по своего этапа спортсмены. По-прежнему Вокуев впереди, Парфенов следом за ним. Андрей Парфенов тоже в свое время выступавший за Республику Коми. Ну, здесь все равно у Андрея есть друзья, любят его, встречают. Знаем, и жена поддерживает с ребенком Андрея и на церемонии открытия. Там довольно тесная компания была вместе с ним. Так что, наверное, все-таки по-прежнему где-то в глубине души свой спортсмен Андрей. Родился в Троицко-Печорске. В общем, очень приятный в общении человек. Так что желаем ему дальнейшей удачи, всех благ, но, в общем, и выхода в финал вместе с командой из Коми-1. Здесь есть небольшой просвет между дуэтом лидеров и дуэтом преследователей. Там у нас Андрей Ларьков и Максим Валикжанин. Тоже такие разборки между заслуженными мастерами спорта. Даже сложно предположить, но, наверное, Максим Валикжанин своего... Ну, хотя хотел сказать, что Максим Валикжанин своего не отдаст, но вот видим, что Андрей Ларьков-то опережает Максима. Видимо, после Олимпийских игр все-таки у Андрея форма осталась получше, чем сейчас на данный момент у Максима Валикжанина. И да, и просвет между ними тоже солидный появился, так что Максим Валикжанин борется уже, наверное, не за Андреем Ларьковым, а с самим собой и секундами.
Ну, финиширует первым Андрей Парфенов, следом за ним Еремил Вокуев, Андрей Ларьков и Максим Валикжанин. Здесь упорнейшая такая борьба на финише между 8 и 4 номерами. Получается, между первой командой Санкт-Петербурга Андрей Краснов и Илья Семиков из Республики Коми, второй команды. Илья вчера выиграл бронзовые медали в мужской индивидуальной гонке на 15 километров. Наконец-то принес первую медаль хозяин соревнований. Долго все этого ждали. Вот сегодня тоже, может быть, увидим медаль хотя бы в женском спринте, но и в мужском, наверное, шансов поменьше. Ну, что можно сказать, подытожив этот забег, поздравить Тюменскую область 2 с выходом в решающий, в финальный забег в командном спринте, поздравить Республику Коми номер 1. У Тюмени это Иван Якимушкин, Андрей Парфенов, у Коми Алексей Виценко, Еремил Вокуев. Дальше мы, конечно, пока не можем судить, выйдет ли кто-то другой из этого полуфинала. Все зависит от следующего полуфинала. Напоминаю, 6 команд из тех, кто финишировал с места ниже второго, по времени выйдут дальше. Ну, вот давайте ориентиром. Вот 19.06,5, да, у Республики Коми номер 2. Да, вот это ориентир пусть будет. И 19.06,03 у Санкт-Петербурга. Вот это будет ориентир нам для того, чтобы смотреть следующий полуфинал. Мужской полуфинал «Б». Ориентир, чтобы смотреть, смогут ли команда, например, Санкт-Петербурга и Республики Коми-2, вот, которым больше всего вопросов по попаданию в финал, смогут ли они в этот забег пробиться. Вот, ну, и сейчас уже, конечно, готовится полуфинал «Б» у мужчин, тоже он совсем скоро стартует в 12:30. Ну вот нам показывают еще раз итоги полуфинала А. Ну, здесь, конечно же, Свердловская область, Сахалинская область, Самарская, Московская. Это, конечно, все в ауте. Ну вот 19:00 еще. Посмотрим, запишем результат Удмуртии. Вот, 19:00. Вот тоже хорошие секунды. Вот, может быть, кто-то и их превзойдет в следующем раунде. Вот, ну, давайте, наверное, перейдем непосредственно к полуфиналу «Б» у мужчин. Буквально одну секунду. Вот. Под 16-м стартовым номером в полуфинале «Б» будет выступать Тюменская область. Номер 1 команда, уже анонсированная нами, Глеб Ретивых и Александр Большунов будут за нее выступать. Ну, Глеб Ретивых, чемпион России в командном спринте 2014 года, серебряный призер в командном спринте 2012 года, бронзовый в командном спринте 2013-2015 годов. Так что имеет полный комплект медалей в командном спринте, наверное, горит желанием пополнить свою копилку медалей сегодня. Александр Большунов, человек, который в представлении не нуждается, и вчера уже дополнил свою копилку золотом в индивидуальной гонке на 15 километров. 4 медали Олимпийских игр у Александра Большунова. Это серебро в 50-километровом масс-старте, в командном спринте, в эстафете и бронза в спринте индивидуальном классическом стиле на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года. Чемпион России на 50-километровой дистанции в масс-старте, серебряный призер в эстафете 4 по 10 километров и бронзовый в скиатлоне 30 километров и в командном спринте прошлого сезона, прошлого года. Так что Александр Большунов и Глеб Ретивых — это команда вот интересная и является одним из фаворитов своего забега. Ну, кто окажет им сопротивление? Безусловно, Московская область номер 1, 17-й номер, Александр Бессмертных и Никита Ступак. Александр Бессмертных — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, призер серебряного чемпионата мира 2017 года, все в эстафетах, чемпион России многократный. В общем, человек действительно, который себе имя пробил в лыжных гонках, и Никита Ступак, чемпион России 2017 года в эстафете и серебряный призер 2013 года в командном спринте и 2017 года просто в спринте. Удмуртская республика 2, мы видели, как Удмуртия первая была в боевом составе, ну и вторая команда Удмуртии тоже прекрасная. Здесь у нас Александр Уткин бежит, мастер спорта, чемпион России, тоже многократный призер чемпионата страны. И Константин Головацкий, участник Олимпийских игр 2014 года, и у него тоже целая коллекция, в общем, медалей чемпионата России. Там мы, наверное, устанем перечислять, если будем всех спортсменов перечислять по достижениям на чемпионате страны.
Давайте, наверное, дальше чуть побыстрее пройдем. 19 номер. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Первая команда. Там у нас выступает Сергей Турышев и Антон Гафаров. 20 номер. Красноярский край. Андрей Мельниченко, Андрей Филлер. 21 номер. Тоже здесь хорошая такая команда. Ну, Павел Петров и Александр Панжинский. Заслуженный мастер спорта. Призер Олимпийских игр. Республика Саха-Якутия. Александр Клугин, Михаил Соснин. 22 номер. 23 сборная. Это третья команда из Удмуртии. Там у нас, получается, Владислав Азанов, Сергей Ардашев. 24 номер. Ханты-Мансийский автономный округ. Вторая команда. Кирилл Петров, Владимир Солодовников. 25 номер. Ханты-Мансийский автономный округ. Третья команда. Рифат Сафиуллин, Артур Петров. 26 номер. Республика Татарстан 2. Павел Сулатов, Виктор Ермилин. 27 номер. Тоже здесь интересные фамилии. Здесь Павел Сулатов и... Прошу прощения. Здесь Тюменская область 4. Юрий Гаврилов и Николай Марилов выступают. Тоже заслуженный мастер спорта. Третья команда Коми. Здесь затесалась в эти прекрасные, замечательные имена. Это Степан Дуркин, Андрей Некрасов. Пермский край, Иван Безматерных, Андрей Кузнецов. И вот команда Москвы-2. Я хотел, конечно, обратить ваше внимание на команду Москвы-2. 29-й стартовый номер у команды. Совсем все плохо по Руспунктам, да. Чудом, наверное, не чудом, конечно, одни из были на краю попадания здесь в число участников полуфинала в командном спринте. Ну, а все потому, что это два заслуженных мастера спорта. Алексей Петухов выступает за команду Москвы-2, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в командном спринте как раз с Николаем Мариловым, ранее озвученным, участник Олимпийских игр 2014 года, чемпион мира 2013 года в командном спринте, серебряный призер чемпионата мира 2015 года в командном спринте, и тоже у него целая россыпь наград на чемпионате страны. И Алексею Петухову составит компанию не менее, а то и более известный мастер лыжных гонок Никита Крюков, еще один заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион в спринте 2010 года, серебряный призер Олимпийских игр в командном спринте вместе с Максимом Валикжаниным. Чемпион мира 2013 года в спринте, в командном спринте в 2017 году, тоже в командном спринте, серебряный призер в командном спринте 2015 года, бронзовый в командном спринте 2011 года. Все это на чемпионатах мира выиграл Никита Крюков медали, ну и там про чемпионат России, в общем, даже говорить страшно. Так что, несмотря на то, что, конечно же, очевидным фаворитом здесь является Тюменская область номер 1, как мы видим, и поборется с ней и Московская область, первая, 17 номер, и Удмуртская республика, 18, и Ханты-Мансийский край, Ханты-Мансийский округ и Красноярский край. Все замечательно, конечно, соперники действительно серьезные. Но вот, казалось бы, откуда, а из глубины состава есть дуэт Петухов-Крюков, который может вообще просто лишить нас всей борьбы, всей интриги, если лыжники находятся в хорошей форме. Ну вот Алексей Петухов в индивидуальном спринте участвовал, к сожалению, в своем забеге упал в четвертьфинале, если не ошибаюсь. Вот, остался в итоге финальные решающие забеги без него. Но вот сегодня посмотрим, получится ли у Алексея Петухова что-нибудь интересное вместе с Никитой Крюковым в паре. Совсем осталось немного. В 12:30 стартует полуфинальный забег Б у мужчин. Давайте мы подождем его чуть-чуть, никуда не переключаемся. Все смотрим трансляцию на канале БНК. Ну, 2 минуты до старта подсказывает диктора по стадиону. Так что буквально чуть-чуть нам осталось. Но мы надеемся, еще дождемся, и пока будут проходить забеги полуфинальные у мужчин, дождемся и результатов итоговых в протоколе полуфинала А все-таки. Все-таки тоже хотелось циферки посмотреть непосредственно на бумаге. Вот здесь уже видим, готовятся спортсмены. Ждем и мы непосредственно начала.
Выстраиваются они в стартовом городке. Ну, давайте еще раз пробежимся по номерам. Видимо, 16 номер Глеб Ретивых, Тюмень. Все внимание тоже к нему. 17 Александр Бессмертных. 18 Удмуртская республика, в общем, выделяется по своим желто-синим комбинезонам, спортивным костюмом. Александр Уткин. 19 Сергей Турышев. 20 Андрей Мельниченко. 21 Павел Петров. 22 Александр Клугин. 23 Владислав Азанов. 24 Кирилл Петров. 25 Рифат Софиулин. 26 Павел Сулатов. Тюменская область, номер 27 Юрий Гаврилов. 28 Степан Дуркин. 29 Алексей Петухов. И 30 Иван Безматерных. Еще раз мы представили всех лыжников специально для вас. Ну, вдруг кто-то только сейчас подключился. Мы видим сейчас в группе Федерации лыжных гонок, просят трансляцию. Ссылочку там просили, скинули там тоже наши дорогие любимые болельщики. За это им огромное спасибо. Не знаю, почему в группе ФЛГР перестали размещать прямые ссылки на прямые эфиры. Уж вообще без понятия. Но, тем не менее, спасибо тем, кто делится, спасибо тем, кто рассказывает о трансляциях, о прямых трансляциях чемпионата России. Здесь сегодня увлекательнейшие гонки, увлекательнейший командный спринт. И вот мы сейчас наблюдаем уже второй полуфинал у мужчин, полуфинал Б. Вот здесь 17-й номер Александр Бессмертных выходит на первую позицию, опережает Глеба Ретивых. Но, как и, в общем-то, мы уже не раз говорили, стартовые метры — это вот как вилами по воде, да, как гадание по кофейной гуще. Ну, действительно, кто должен здесь выходить? Это Тюмень, это Москва, Удмуртия, ну и, наверное, Москва-2. Ну, Московская область 1 и Москва-2. Лично вот мои фавориты в этом забеге. Можно с ними соглашаться, можно с этим спорить. Кто прав, кто виноват в этом заочно виртуальном все-таки споре, мы с вами узнаем уже через минут 20 и узнаем непосредственно. 19 с лишним даже, наверное. Там, за 19 с небольшим в среднем выбегают спортсмены. Мы вот сейчас смотрим ориентир для команд, которые не пройдут напрямую. Ориентир для них — это 19 минут ровно. Вот с таким результатом финишировала Удмуртская республика. 4-й результат в полуфинале А. И вот 19 минут — это действительно вот, если команда в этом забеге не проходит в число двух лучших и не попадает в финал напрямую, вот нужно смотреть на время. Если лучше 19 минут, то вы железно в финале. Если хуже 19 минут и 6 секунд, то там уже надо смотреть. Там у нас 19 минут и 6 секунд у Коми 2 и у Санкт-Петербурга. Команд, которые стали 5 и 6. Там уже, конечно, все будет зависеть уже тоже от секунд. Ну, повторюсь, 19 минут — это тот ориентир, по которому нужно вести с командой, если они не идут на первой или на второй позиции. Пока же давайте смотреть, кто у нас идет на первой и второй позиции сейчас. Ну, это, наверное, прям и сложно и сказать. Тут и 17 номер, и Александр Бессмертных, и Сергей Турышев, 19-й, и Юрий Гаврилов, 27-й, и Алексей Петухов, 29-й номер. В общем-то, как бы и говорит о том, что ребят как бы на пенсию всем нам еще с вами рановато. Как поется в известной песне группы «Чаев», они спешат нас хоронить. У нас есть еще дома дела. И вот дела есть у Алексея Петухова и Никиты Крюкова здесь на чемпионате России по лыжным гонкам в командном спринте. Пока же лидирует у нас Александр Бессмертных и Глеб Ретивых, Московской и Тюменской области номер 1. И здесь будет сейчас передача первого этапа. Александр Бессмертных передает Никите Ступаку, а Глеб Ретивых Александру Большунову. Я вот уверен, когда Александр Большунов на финише своего этапа будет заходить на стадион, мы услышим громогласные возгласы трибун. Может быть, вы не услышите, если у нас отключен интершум, я вот здесь не берусь отвечать, но мы точно услышим, поверьте нам на слово. Вот Александр Большунов, 16 номер, идет вторым, уступая чуть-чуть Никите Ступаку, мастеру спорта из Московской области.
И мы видим, что вот здесь на этом первом спуске, на втором этапе появляются прорехи между лыжниками. Вот в первом забеге, наверное, таких не было. В первом полуфинале такие были только на протяжении, где-то ближе к середине дистанции. Смотрим, отрабатывают лыжники в подъем. По-прежнему все без изменений. Довольно тесная все-таки группа. Наверное, действительно, только тем, кто замыкает эту группу лыжников, уже, наверное, будет тяжело попытаться пройти вперед. Здесь пока что все. Список лидеров без изменений. Нам сейчас показывают итоги передачи первого этапа. Должна Московская область Тюменская выходить напрямую. Дальше будем смотреть, все-таки, кто им окажет борьбу. Вот мы здесь слышим небольшое гудение одобрительное. В общем, Александр Большунов, герой сыктывкарской публики, человек, который не просто выиграл золотую медаль вчера в индивидуальной 15-километровой гонке, не просто четырехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, но и человек, который раздал, наверное, самое большое количество автографов после соревнований здесь, в Сыктывкаре. Вчера после гонки перед церемонией награждения стояла целая толпа из болельщиков, в том числе и из волонтеров, которые скандировали «Большунов, Большунов». Так что Большунов откликнулся на призывы и как Снегурочка под Новый год явился. И опять же, лучший подарочек — это он сам оказался. Фотографировался до бесконечности с болельщиками, давал автографы. В общем, не знаю, в любви с Александром Большуновым у местной публики может сравниться, наверное, только Юлия Белорукова, которая вчера после финиша тоже попала в объятия болельщиков, тоже попала под такой пристальный пресс. В общем, даже интервью не успела дать телеканалам. Пришлось ждать нашим бригадам, когда же Юлию отпустят публика. Хотели мы, кстати, вчера Юлию Белорукову пригласить и в эфир наш на мужскую индивидуальную гонку. Спортсменки вначале получилась заминка с болельщиками, а потом уже и спортивная заминка, так что не пришла она к нам в эфир, к сожалению. Что поделать, мы все прекрасно понимаем спортсменов, для них конец сезона, они уже от много чего устали. Прошла еще одна передача эстафеты, и Тюменская область по-прежнему в числе лидеров вместе с Московской областью, и здесь довольно плотно идут спортсмены. Здесь непосредственно у нас получается Глеб Ретивых, Александр Бессмертных. Глеб Ретивых у Тюменской области, Александр Бессмертных у Московской области на дистанции. И мы видим, что пока что основная борьба за первые две строчки итогового протокола между ними. Меняются они местами, то одни впереди, то другие. Здесь уже ждут их представители тренерских бригад для подсказки. И вдруг там палка, не дай бог, сломается. Есть взаимопомощь всегда будет. Смотрим, по-прежнему 17-й номер, Александр Бессмертных здесь идет впереди. На третьем месте Удмуртская республика у нас идет. Здесь сюда придержался Глеб Ретивых за палочку Александра Бессмертных, чтобы, не дай бог, что случилось, просигнализировал, то что я уже на лыжи тебе наступаю, если что, я не виноват. Кстати, был небольшой отрыв между лыжниками, между первым и вторым местом и преследователями, но сейчас его уже нету. На третьем месте сейчас не увидел, кто идет. Сейчас 21 номер, видим, это Москва-1, Павел Петров и Александр Панжинский. Здесь первый этап, третий, точнее, этап, нечетный. Здесь Павел Петров представляет команду. Видим мы здесь Республика Коми, третью команду, Степан Дуркин на этом этапе. И напарника Степана Дуркина Андрей Некрасов, 1999 года рождения. Сейчас просмотрю еще раз протокол полуфинала А.
И убедимся, точнее, что Андрей Некрасов и Александр Терентьев из Архангельской области, 99-го года рождения, оба спортсмена, являются вот самыми молодыми в командном спринте. Ну, тоже своеобразный показатель, да, то, что уже и ребят 99-го года в решающих забегах чемпионата России участвуют. Очень приятно. Глядишь, через 3 года будут уже на чемпионатах мира выступать. Ну, кстати, Андрей Некрасов действительно по своему возрасту выступал на крупнейших международных соревнованиях, завоевывал медали, по-моему, в том числе и на универсиаде. Вот я могу, конечно, ошибаться, в чем вы, наверное, убедились на предыдущих эфирах, но если загуглите, посмотрите Андрей Некрасов «Республика Коми. Лыжные гонки», то увидите солидный перечень достижений молодого спортсмена и на внутрироссийских, и на международных соревнованиях. На Европейском юношеском олимпийском фестивале, по-моему, Андрей Некрасов тоже успешно выступал. Так, ну, а у нас передача эстафеты. Здесь Удмуртская республика номер 3 выходит вперед. Это Владислав Азанов так хорошо прошел дистанцию и пустил в бой Сергея Ардашева. Тюмень и Москва и ХМАО, третья команда, идут друг за другом. Там все плотненько. Здесь у нас опять Александр Большунов, Никита Ступак и Антон Гафаров бегут. Так что здесь еще далеко-далеко не ясно, кто же все-таки будет выходить в числе 2 лучших команд в решающий финал. Финальный забег. Здесь вот опасный, как мы уже видели много раз, поворот, но вот пока что все справляются и без эксцессов все проходит у нас. Все замечательно. Ну, ребята все-таки не первый год в Сыктывкаре, и успели опробировать, думаю, трассу. Все должно быть хорошо. Ну, здесь 27-го номера видим, Тюменская область номер 4. Здесь на этом этапе Николай Марилов бежит, заслуженный мастер спорта. Вот, хотелось бы еще увидеть 29-й номер, где у нас в этой бригаде находится. Все-таки 29-й номер Никита Крюков на дистанции. Вот Николай Марилов перестраивается, чтобы по внутренней стороне лыжни пройти. Да, ну вот 29-го номера Никита Крюкова тоже мы здесь видим в плотной группе лидеров. Я думаю, что, как видим, замыкает ее как раз Коми-3 Андрей Некрасов. Ну, там, наверное, шансов здесь побороться за высокие места маловато у команды республики. Ну, мы, наверное, здесь и не ожидали чего-то другого. Но вот ожидали ли мы что-то от Удмуртской республики 3, честно скажу, вряд ли. Больше от 18-го номера, от второй команды республики. Там Александр Уткин, Константин Гловацких выступает. Показывают нам бригаду сервисменов, обслуживающих лыжников. Готовятся они к очередной передаче этапа. Сейчас у нас 4-й этап с командного спринта на ваших экранах. Ну и вот готовятся к последнему своему этапу лыжники, выступающие по нечетным номерам. Ну, вот здесь 16-17 номер Тюмени, Московская область снова впереди. 20-й номер Красноярский край, здесь Андрей Феллер. И 27-й номер Николай Марилов, как мы уже отмечали вместе с вами. Вот такой вот плотной группой, как стена, движутся лыжники к финишу своих этапов. Будет у них немножечко времени, чтобы перевести дух и броситься в бой на последний этап. Но вот здесь очень легко Александр Большунов обходит Никиту Ступака. И так уверенно. Ну, Александр Большунов в своей гонке, точнее, вчерашней индивидуально показал, кто в доме хозяин. В отсутствие Сергея Устюгова, правда, да? Сергей Устюгов 2 гонки свои первые тоже выиграл на одном дыхании. Ну, в отсутствие Сергея Устюгова Александр Большунов рвет и мечет. Не удастся посмотреть напрямую за дуэлью Устюгов-Большунов на этом чемпионате России. Даст Бог, в следующем сезоне посмотрим. Вот, ну, Тюмень, Московской области и Москва, первая команда, первыми передали эстафету, и сложно опять говорить о том, на что это повлияет, кроме морального самоудовлетворения. Так что
будем сейчас наблюдать за пятым этапом. Может быть, он даст нам ответы на вопросы, кто же должен сегодня напрямую выходить. А мы здесь видим, уже появляется отрыв. Отрыв между первым спортсменом, это, дай бог зрения, 16-й все-таки номер, это Тюменская область номер 1, это Глеб Ретивых. И между Московской областью номер 1, там Александр Бессмертных, 17-й номер. Ну да, вот 16 номер, Глеб Ретивых, Тюмень, многократный призер чемпионатов России, как мы уже говорили, именно в командном спринте. То есть я вот сейчас смотрю его достижения у Глеба Ретивых, так у него, по-моему, все медали выиграны на чемпионате России, это командные спринты. Такой вот парадокс Ретивых. 17 номер Александр Бессмертных, 20-й Андрей Мельниченко, Красноярский край, 21-й Павел Петров, Москва-1, 27-й Юрий Гаврилов, Тюменская область, 4-я команда. Вот так вот. Тюмень сегодня выступает просто ударно, ну и за ним там две команды из Удмуртии. Мы видим Александр Уткин, 18 номер, ну и Владислав Азанов, 23-й стартовый номер. Вот сейчас опережайте. Вот здесь мы видим и 29-го, и этого номера Москва-2 Алексея Петухова, и 19-го номера Сергея Турышева из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, как мы и говорили, здесь забег реально пожестче. Здесь что не имя, то звезда. Так что здесь в таких звездных разборках выявляется два финалиста. И пока что все идет к тому, что Тюменская область довольно уверена эту одну из путевок заберет, в том, что Глеб Ретивых не упустит и точно не опустится на позицию, там, грубо говоря, на третьем, и уверена, а в том, что Александр Большунов вообще никого не пропустит вперед себя при таком раскладе, ну, наверное, тоже шансы 99,9 на самом-то деле. Так что в финале Тюменскую область мы должны видеть. Это железно, а там вот там интересно, кто будет противостоять команде Ретивых-Большунов. Может быть, Коми поборется, может быть, Татарстан, Удмуртия, ну, может быть, Тюмень, да. Вторая, причем, вторая команда Тюмени поборется с первой командой Тюмени. Вот здесь вот загадывать нельзя. Вот щелкнуть по носу первой команде, это всегда приятно. Вот Александр Большунов на ваших экранах уходит на финальный этап командного спринта, полуфинала «Б». Уходит, как будто бы это вообще первая гонка для него на чемпионате страны, как будто и не было вчерашних 15 километров, и не было и спринта, где Александр обидный фальстарт совершил быть дисквалифицирован. В общем, как будто и в сезоне, наверное, всего такого тяжелого, трудного олимпийского не было. Александр Большунов просто летит по дистанции. Не знаю, если будет придуман какой-нибудь самолет в будущем, летящий просто со скоростью света, вот можно его называть Александр Большунов. Заслужил. Ну, преследует его Никита Ступак. Я думаю, для Никиты не столь принципиально опережать Большунова, сколько необходимо посидеть у него за спиной и уверенно финишировать вторым. Вторым, в общем, тоже сейчас неплохо. Это не финал, здесь первый красавчик, второй молодец, третий может быть уже и не так хорошо. Третий уже зависит от времени, напоминаю, ориентир 19 минут ровно, ну и может быть 19 минут 6 секунд. При 19 минут ровно это железное попадание в финал для команд, которые финишируют не первый, не второй в этом забеге. Здесь группу преследователей возглавляет Андрей Филлер из Красноярского края. В общем, довольно ожидаемо. У Красноярского края такая хорошая компания спринтеров. Мельниченко Андрей и Андрей Филлер. Так что ребята регулярно создают, скажем так, трудности для лучших лыжников страны в спринте и сами регулярно опережают их. Так что Красноярский край здесь хорош, его со счетов сбрасывать точно не стоит. И не только в этом забеге. Но я думаю, в финал Красноярский край, если пройдет, тоже нужно глаз да глаз за парой Федор-Мельниченко. Ну, здесь вот Никита Ступак решил опередить Александра Большунова. Ну, здесь ушел на внешний круг.
Ну, здесь Александр Большунов тоже говорит, не хочу особо выкладываться, не хочу бежать вперед паровоза. Силы тоже нужно экономить перед своим финалом, тем более финал будет у мужчин довольно скоро, если не ошибаюсь, 13:30 у них финал. И по ходу женского финала нам должны принести стартовый протокол и мужского решающего забега. Ну вот мы видим ту же самую картину, что и в женском полуфинале где не спеша, так вот уверенно, вот Никита Ступак бежит к финишу, за ним Александр Большунов на одной ноге с закрытыми глазами, на всякий случай решил поиздеваться над Никитой. Вот. Так, и 8-й, 18 номера. Здесь очень плотный так финиширы. 18 номер Удмуртская республика номер 2, Ханты-Мансийский автономный округ. Третья команда 3 секунды проиграли. Ну, что сказать, Московская область и Тюменская область уверенно заслужили выход в финал, а Удмуртская республика 2, ХМАО 3 железно опередили две команды, железно опередили команду Коми 2 и команду Санкт-Петербурга. Там 19:06 у тех было в первом забеге, здесь 19:02 мы видим, но зато уступили Татарстану и Удмуртской республике, потому что Татарстан, Удмуртская республика номер 1 тоже в финале из первого забега, а вот дальше будем уже смотреть по времени, когда нам уже подведут итоговые плашечки обоих полуфиналов мужчин, соответственно. Так что, ну, Удмуртская республика 2, Удмуртская республика 1 точно в финале. ХМАО, третья команда, тоже точно в финале. Ну и, соответственно, победители этих забегов и Удмуртск, и Татарстан тоже в финале. Ждем сейчас подведения итогов. И будем уже, наверное, чуть есть у нас пауза перевести дух и дождаться финальных забегов уже у женщин. В 13:00 стартуют финальные забеги у женщин. Будем смотреть.
Так, возвращаемся мы после небольшой такой паузы в несколько минут с Сыктывкар, где в 13:00 уже совсем скоро, считанные минуты остаются, стартует финал у женщин, командный спринт, 6 километров по 1400 метров. В финал у нас вышли команда города Москвы, Аида Баязитова, Наталья Матвеева. Республика Коми номер 1, у команды Москвы номер 14, у команды Республики Коми номер 1 первый стартовый номер Ольга Царева, Юлия Белорукова. 15-й стартовый номер Тверская область номер 1 Ирина Северина, Наталья Непряева. 4-й номер Тюменская область номер 1 Евгения Щепкова, Татьяна Алешина. 12-й Ханты-Мансийский автономный округ, первая команда Полина Кальцина, Евгения Шаповалова. 18-й номер Республика Татарстан 2 Ольга Сергеева, Мария Давыденкова. 13-й номер Санкт-Петербург 1 Лариса Рясина, Полина Некрасова. 2-й номер Республика Коми 2 Ольга Рочева, Анастасия Власова. 6-й номер Новосибирская область Анастасия Москаленко, Елена Соболева. 5-й номер Тюменская область 2 Ольга Репницына и Ольга Кучерук. Минуты 2-3 у нас буквально до старта. Если кто-то подключился к нам только что или пропустил совершенно случайно, не знаю, по какой-нибудь еще причине полуфинала, который мы также транслировали. Кстати, можно будет посмотреть и на YouTube-канале БНК в записи. Будет потом выложена еще и полноценная такая версия. То сообщим или кому-то напомним, что в полуфинале первыми стали команда Республики Коми-1 и Тюменская область довольно уверенно всю дистанцию лидировали и, в общем, спокойно финишировали вдвоем. Юлия Белорукова и Татьяна Алешина, буквально чуть ли не взявшись за руки. Уверен, там 5 секунд где-то привезли отставание к третьему месту, а третьими стала команда Республики Коми-2 Ольга Рочева, Анастасия Власова. Там могли, конечно, девчонки и побороться, наверное, за первое и второе место, но еще уже на первом же этапе столкнулись прямо перед передачей эстафеты с напарницами, с коллегами из третьей команды Коми, с Викторией Милиной. Столкнулась Ольга Рочева, точнее, Виктория Милина упала, Ольга Рочева на нее наехала, тоже упала, там кто-то еще упал. В общем, было не очень приятно, и были очень такие сильные сомнения относительно перспектив команд из Республики Коми, но вот, видимо, вторая команда пробилась тоже в финал. В полуфинале Б уверенно также, там даже сейчас дают одинаковое время финиша от Москвы и Тверской области. Наталья Матвеева и Наталья Непряева финишировали в составах этих команд. Но там довольно все интереснее проходило. Наталья Матвеева и Аида Баязитова долгое время лидировали. А вот команда Ирины Севериной и Натальи Непряевой показала, что не совсем равны силы в дуэте. Ирина Северина все-таки заметно уступала своим соперницам на этапе, но Наталья Непряева раз за разом отыгрывала это отставание. И было, не знаю, секунд 8, наверное, если не 10 отставания Натальи от лидеров на финальном этапе, на финальном круге, и Непряева его, в общем, довольно быстро ликвидировала и уже на финальный подъем выходила в числе 2 лидеров. Так что сейчас финал называется «Не дай Непряевой догнать себя». Значит, Наталья уверенно пока что со своей напарницей движется к своему третьему золотому подиуму на чемпионате России в этом сезоне. Но вот верим, надеемся, что и Тверская область, что и Москва окажет сопротивление Тверской области, и Республика Коми, и Тюменская область. Вот, наверное, 4 команды, которые претендуют явно на победу. Может быть, еще и Ханты-Мансийский автономный округ, Полина Кальцина, Евгения Шаповалова. Итак, мы готовы к старту, готовы спортсменки. Напоминаем, у нас сейчас Аида Баязитова, Ольга Царева, Ирина Северина, Евгения Щепкова, Полина Кальцина, Ольга Сергеева, Лариса Рясина, Ольга Рочева, Анастасия Москаленко, Ольга Репницына на старте. И вот уже этот старт происходит. И первый номер, видимо, Ольга Царева сейчас на старте. И все внимание к 15-му номеру Тверской области. Мы уже понимаем, да, что нужно, чтобы опередить Тверскую область, первую команду, нужно с первых метров Ирину Северину оставлять позади себя.
привозить преимущество такое, чтобы Наталья Непряева либо выдыхалась на каждом этапе, либо уже чисто физически не могла ликвидировать это отставание. В противном случае Непряева точно вырвет себе золото. Ну, вот это как пить дать, да. То есть это такой спор, в котором ни один букмекер не примет ваши деньги и скажет, что это... Ну, точнее, букмекер примет, скажет, что это легкий выигрыш для него. Так что секунд 10 и больше нужно привозить отставание к 6-му этапу для Непряевой. Иначе мы уже знаем, кто выиграет этот чемпионат. Ну, пока лидирует, получается, под первым номером Ольга Царева. 4 и 12 номера — это Евгения Ощепкова, Тюменской области, Полина Кальсина, Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь вот мы видим еще и 15 номер, как раз вот Тверская область, Ирина Северина чуть-чуть поодаль держится, на 5-й позиции, и перед ней еще Лариса Рятина из Санкт-Петербурга. Не знаю, какую тактику выбрали на финал специалисты, работники тренерских штабов всех команд. Тактика Тверской области очевидна и проста. А вот как ей противодействовать, не знаю, бороться ли, бросаться ли в отрыв с первых секунд, экономить ли силы и там. Сложно судить, но, с другой стороны, ведь на Непряеву есть ведь у Коми, например, Белорукова. Почему бы и нет? Хотели бы мы, наверное, посмотреть такой финиш Непряева-Белорукова. И вчера мы посмотрели, что Белорукова даже после пропуска тренировок, даже после поездки в Москву и позднего ночного прилета выглядела довольно неплохо. Ну, за призы, к сожалению, не поборолась, но в первую десятку вошла. Тоже неплохо. Хороший результат с учетом вчерашнего состояния Юлии Белоруковой. Сегодня, наверное, уже и практика все-таки есть, и трассу попробовала вчера, и потренировалась. И, в общем, морально, наверное, уже готова к гонке Юлия. Так что, может, вот кто, если им Непряева окажет конкуренцию, так это, наверное, Юлия Белорукова. Ну, сейчас пока спортсменки идут плотненько. По-прежнему, да, 4 и 1 номера впереди Евгения Ощепкова, Ольга Царева. Но здесь, конечно, тут все очень тесно. И говорить о том, что кто-то выходит вперед, наверное, по меньшей мере, смешно. Даже отстающих-то нет никого, и каждый участок может пройти по-своему. 13 и 12 номера Лариса Рятина, Полина Кальсина. Здесь, в общем, ничего не меняется. 14 номер Аида Баязитова, да, тоже здесь неподалеку. Караулит, вдруг кто-то будет ускоряться, но на первом этапе вряд ли. Вот на 3-м, на 5-м, вот там может быть, ну и на 6-м логично. Здесь смотрим, первая передача эстафеты, здесь все-таки 13 номер чуть-чуть опережает Ольгу Цареву, это Лариса Рятина, но на финише вот Юлия Белорукова оказывается в более выгодном положении и все-таки первой получает эстафету. Но там буквально 1/10 доли секунды, 0,3 до ХМАО, 0,5 до Республики Татарстан, до второй команды, за которую сейчас Мария Давыденкова выступает. Вот за команду Москвы под 14 номером Наталья Матвеева, за 4 номер Тюменской области Татьяна Алешина выступает. Ну и здесь уже все мы видим, здесь уже 15 номер Наталья Непряева будет возвращаться, наверное, в тройку лидеров. Приложат такие, ну, не все, наверное, усилия, но здесь сделать все от нее зависящее, наверное, да, чтобы Ирина Северина снова чувствовала себя комфортно на своем этапе. Ну, с другой стороны, командный спринт, он тем и хорош, что каждый вносит свою лепту в итоговую победу или в итоговое поражение. Так что, если Непряева и Северина проиграют, не попадут на первое и второе место, то винить должны обе себя, а не только Северина будет в этом виновата. Но об этом еще, конечно, тоже говорить рано. Мы видим, что довольно интересная группа лидеров. Юлия Белорукова, Татьяна Алешина.
Ну, они вот и в своем полуфинале шли вдвоем так уверенно на первой-второй позиции, никого не подпуская к себе. Ну и сейчас идут аналогично. Здесь вот и 15-й, опять же, вот Наталья Непряева, кстати, вот она на 3-4, даже на 3-2 месте сейчас идет, Наталья. И Мария Давыденкова из Татарстана, из второй команды. Вот первая команда Татарстана осталась за пределами финала, вот вторая прошла. Вот вторые команды здесь только есть у Татарстана, у Коми в финале и у Тюменской области. Ну, у Коми и Тюмени есть еще и первая команда в финале, вот у Татарстана только вторая. Вот, ну, пока идет у нас второй этап гонки, нам вот сейчас принесли итоговый протокол у мужчин. И что можно сказать по этому протоколу? Полуфинал Б действительно оказался намного быстрее. И получается, из полуфинала Б сразу 4 команды из не вошедших, не получивших напрямую путевки, вышли в финал. Это, давайте сейчас согласим всех. То есть у нас выходит напрямую из первого полуфинала Республика Татарстан Андрей Ларьков, Артем Николаев, Иван Якимушкин, Андрей Парфенов, команда Тюменской области номер 2. А из полуфинала Б Никита Ступак, Александр Бессмертных, Московская область номер 1, Александр Большинов, Глеб Ретивых, Тюменская область номер 1. Из полуфинала А по времени выходит Коми-1, это Ермил Вокуев, Алексей Виценко, и Удмуртия-1, Дмитрий Епаров, Максим Валикжанин. Ну и из полуфинала Б по времени Удмуртия, вторая команда Александр Уткин, Константин Гловацких. 2 команды Ханты-Мансийска, 3-я команда Рифат Софиулин, Артур Петров. 1-я команда Сергей Турышев, Антон Гафаров. И Красноярский край Андрей Мельниченко, Андрей Феллер. Вот Москва-2, Алексей Петухов и Никита Крюков, к сожалению, в финал не вышли, но ведь, между прочим, даже и они опередили по времени 5-й результат первого полуфинала. Вот, 7-й результат второго был быстрее 5-го результата первого. Ну, это так, к сведению, для статистики. Мы видим очередная передача эстафеты, и уходят первые номера. Первые номера команд. Ольга Царева, Ида Боязитова, Ирина Северина, Евгения Щепкова, Полина Катина, Ольга Сергеева, Лариса Рясина, Ольга Рочева, Анастасия Москаленко, Ольга Репницына. Ольга Рочева и непосредственно Евгения Щепкова сейчас в числе лидеров, Ирина Северина. Вот на 3-м месте идет, ну, не удается, кстати, от Ирины оторваться лидером. 14-й номер Ида Боязитова идет сейчас на 4-й позиции, следом за ними. И вот здесь потихоньку появляются разрывы, но это такие, опять же, минимальные разрывы. Видны лишь, наверное, только невооруженным глазом. Вот поворот опасный прошли все успешно, и продолжается у нас для всех борьба за медали. Никто из нее не выбывает. Ну, в финале только достойнейшие соревнуются. По-другому быть, наверное, и не могло. По-прежнему Коми и Тюменская область лидируют. Ольга Царева и Евгения Ощепкова. Ну, здесь при выходе на стадион главное тоже контролировать всю дистанцию, контролировать, чтобы тебя на спуске никто случайно не сбил. Всякое бывает, всякое мы уже и сегодня видели. Весьма курьезные случаи. Ну вот сейчас видим 18-й номер Ольга Сергеева. Выходит на 3-е место. Опережает она и Полину Кальцину, Ирину Северину. Ирина Северина уже так вот в глубине, да, там 5-й, 6-й даже идет. Может даже, скорее всего, больше даже 6-й, 7-й, чем 5-й, 6-й. Ну, Ольга Царева из Республики Коми, чемпионка России в командном спринте в прошлом году. Так что ей не привыкать бежать такие дистанции. Кстати, Республика Коми женская на прошлом чемпионате России выиграла и эстафету у женщин 4 по 5 километров. Ну, еще Ольга Царева еще и 50 километров масс-старта в прошлом году себе в актив занесла. Но это был прошлый год, это был предолимпийский год, а вот постолимпийский год, где выступают сильнейшие спортсмены и спортсменки, это, конечно же, другой. Вот мы видим Наталья Непряева. Улыбается, в хорошем настроении она, в чем-то перекинулась с Еленой Соболевой парой словечек. Вот. Наверное, со словами «опять мне все на себе вытягивать». Наталья готовится к очередному своему этапу, к
4-му этапу в командном спринте. Ну, у нас сейчас подъем и выход на стадион 3-го этапа. Мы видим 14 номер Аид Баязитова сейчас лидирует, но вот Ольга Царева добавляет. И где 15 номер? А вот 15 номер в середине все-таки держится. Нет еще такого отставания у нее, которое бы Непряева не могла, точнее, ликвидировать. Даже уже не посередине, даже, видимо, вот отстает 15 номер Ирина Северина, даже проигрывает второй команде Республики Коми, за которой бежит Ольга Ручева. Вот это уже интересно. Это добавляет интриги нам в забег, в командный спринт, в финал. Так что, может быть, и произойдет то, чего мы не желаем, не ждем, но чего мы можем даже только пофантазировать, да, о чем мы можем только подумать. То есть, отрыв у Севериной сейчас будет не очень хороший, она привезет Непряевой, но я уверен, что Наталья Непряева сейчас довольно быстро его постарается ликвидировать. Вот 4, почти 5 секунд отрыв Тверской, отставание Тверской области от Республики Коми номер 1. Ну, это означает, конечно же, даже показательно, это даже не для конкретно взятого забега, не для конкретно взятого этапа, и там 5 секунд это для Непряевой расплюнуть. Это больше показывает то, что Ирина Северина, наверное, устает. И если она на своем этапе сейчас привезла 5 секунд, то вот что интересно будет на 5-м, на ее заключительном этапе. Вот там-то вся интрига. То есть, как ни странно, вот мы видим борьбу за первое и второе место сейчас между командой Коми-1 и Тюменской областью, между Юлией Белоруковой и Татьяной Алешиной, да, но при этом имеем в виду, что основной эти конкурент за первое место у них находится сейчас далеко-далеко позади, в 5 секундах, ну, уже поменьше, но в любом случае не совсем на неудобной позиции. Хотя вот мы видим Наталью Непряеву сейчас по боковой лыжне, по неудобной, пытается вырваться на простор, вынуждена она сейчас действительно отрабатывать, но пока не очень это ей удается. Ну, здесь сейчас на спуске-то, конечно, о чем речь, в принципе. Но на первом месте пока Юлия Белорукова, и это здорово. Олимпийская двукратная бронзовая призерка игр в Южной Корее в 2018 году. Ну и для лидеров здорово, только для лидеров здорово, и для интриги, что и Наталья Непряева сейчас уже к середине сейчас подбирается. Мы видим, вот 15 номеров все-таки удается и по боковой лыжне, и вот уже где-то она 5-6 бежит. Свой отрыв Наташа ликвидировала, свое отставание, точнее, довольно ликвидировала, и да, 4 спортсменок уже опередила. Вот, хватит ли у Наташи сил на финальный забег, хватит ли у Ирины Севериной сил держаться во главе этой гонки, вот это вопрос. Это интересно. Ну и если даже хватит сил и обеим спортсменкам с Твери на все эти задачи, то сколько есть сил у Натальи Матвеевой, Юлии Белоруковой и Татьяны Алешиной на финальном этапе, ну и Евгений Шаповалов, и Мария Давыденко, естественно, чтобы не пустить соперниц к золоту. Посмотрим. В общем, пожалуй, пока что мы видим впервые женскую гонку на этом чемпионате России, которая реально нам дарит интригу. Да, то есть в командном спринте, хоть в командном спринте появилась интрига, в индивидуальном ее не было. В скиатлоне ее, честно, тоже не было, максимум за бронзу. В индивидуальной гонке вчера тоже отсутствовала интрига напрочь. Так что хотя бы здесь, хотя бы в командном спринте. Я рискну предположить, что и в эстафете-то, возможно, наверное, такой интриги не будет. Хотя вот как раз эстафета может еще и порадует нас. А вот в 30-километровой гонке, в завершающей гонке, точнее, женской программы, там точно интриги не будет. Там, если Наталья Непряева будет выступать, можно, в общем, желание загадывать и квартиру ставить на то, что Непряева выиграет. А вот здесь Наталья Непряева выходит на второе место. Видите, отыграла она отставание. Все отставание от лидеров. Все 5 секунд исчезли, как будто их и не было. Но первой получает эстафету Ольга Царева. Второй Ирина Северина. И вот у Ольги Царевой задача максимум. Задача максимум привести отрыв. И у Ольги Царевой, и 14 номера, у Натальи Матвеевой, и у 4 номера
непосредственно Татьяны Алешиной. Все зависит сейчас от них, на самом деле, судьба-то медалей зависит от этой троицы, которая опережает Ирину Северину. Сколько они привезут, столько и будет Наталья Непряева пытаться отыграть. Уж прошу прощения, но вот по такому сценарию у нас разворачивался и полуфинал «Б» у женщин, где была Тверская область, и финал, в общем-то, тоже не нес каких-то либо предпосылок, что будет отличаться по сюжету от этого полуфинала, разве что участницы и соперницы у команды Тверской области другие. Ну, мы смотрим, Ольга Царева пока лидирует и держится вот в этой группе, в этой пятерке Ирина Северина, вот сейчас она на 5-м месте. Безусловно, это вдвойне интересно наблюдать, когда основной твой конкурент за медали держится вот позади. Все меняется, все может и должно измениться на последнем этапе, и там, конечно, будет прекрасная, интересная борьба. Ольге Царевой надо потерпеть сейчас. Ну, видите, что 4-й номер Тюменской области Евгения Щепкова буквально на спуске даже догоняет Ольгу Цареву, настолько лучше лыжи катит. Но мы видели, что у Юлии Белоруковой, в свою очередь, лыжи лучше катит, чем у соперницы в Тюмени, чем Татьяны Алешиной. И здесь уже, так скажем, команды поменяются местами. Уж не знаю, с чем это связано, что двух команд на разных этапах лыжи скользят иначе. И забавная шапочка у одной из спортсменок, прям как у Санта-Клауса. 18-й номер сейчас тоже обогнала Ольга Сергеева, обогнала уже и Ирину Северину. Ирина Северина уже из последних сил, мне кажется, идет к финишу. Ну, это только добавляет нам интереса к решающему этапу. Это вдвойне задача максимум для Натальи Непряевой будет. Читали мы буквально комментарии вчера к соревнованиям. И было выражение одного из комментаторов, одного из болельщиков, что сейчас у женщин есть только одна лыжница мирового уровня, это Наталья Непряева. Ну вот, если Наталья Непряева действительно мирового уровня, действительно только одна в нашей стране, ну вот она сейчас перед ней будет на 6-м этапе, на заключительном этапе командного спринта, возможность доказать слова своих болельщиков. Здесь, конечно, Ирина Северина, ну, где, кстати, отдадим должное, спортсменки держится она все-таки за лидерами, старается, по крайней мере. Понятное дело, что есть уже отрыв, но вот будет ли он больше, чем 5 секунд, меньше, посмотрим. 5 секунд Непряева съела, не подавилась и потребовала добавки. Вот, добавку вот сейчас получает. И здесь мы видим 14-й номер. Лидирует у нас команда Москвы. Аида Баязитова передает эстафету Наталье Матвеевой. Следом за ней 12-й номер Ханты-Мансийский округ. Полина Кальцина сейчас будет Евгений Шаповалов проехать дистанцию. И Ольга Царева, Юлия Белорукова. Вот она, тройка лидеров. Ну, здесь и Тюмень неподалеку. Очень близко все спортсменки. Вот надо дотянуться Ольги Царевой до Юлии Белоруковой. И вот Юлия Белорукова включается. На 3-м месте Республика Коми, на 4-м идет у нас, господи, уже вылетела из головы, Тюменская область. И отправилась вот сейчас Наталья Непряева отыгрывать это отставание. Вот Юлия Белорукова довольно быстро съела Шаповалову. Вот, очень так быстро Юлия Белорукова разобралась с Евгенией. Ну и вот следом за ними еще 3 спортсменки. Еще кто-то вот здесь уже не вижу. И вот там Наталья Непряева уже показалась на дистанции. В общем, все будет интересно. Нам сейчас показывают финишировавших уже спортсменок. Завершили они свой этап. Выложились по максимуму. Это Ольга Царева. По-моему, участвовавшая во всех гонках, которых только можно. Тоже тяжело. И вот здесь на подъемчике Юлия Белорукова отрабатывает на выход на стадион. Опережает она сейчас свою соперницу, опережает Тюменскую область, опережает соперницу из Москвы, Наталью Матвееву, прошу прощения, 12-го номера Евгения Шаповалова из Ханты-Мансийского округа. На 1-е место Юлия выходит, выводит сборную Республики Коми. Будем смотреть, что сейчас дальше произойдет. Ну, выход на стадион, конечно же, своя публика. Дома стены помогают, но хотя до этого было не очень. Не от было публике, точнее стенам, не публике, а именно им.
за такую помощь. И мы видим Непряева. Вот она выскакивает из-за спин. Опережает уже сейчас уже Татьяну Алешину. И вот здесь уже интересно, да. Наталья Непряева, ей, походу, любой отрыв нипочем. И она уже устремляется. Уже на 4-ю позицию выходит спортсменка из Тверской области. Непряева против всех. Такой вот мы триллер сейчас смотрим. Да, просто как стоячек догоняет Наталья соперниц. И, в общем, не было никакого отрыва. И, в общем, я думаю, что если бы Наталья Непряева бежала бы одна командный спринт, то уже давно бы финишировала, пока остальные участницы бегут к финишу, пока они выходят только на равнину, напрямую. Непряева бы уже давно бы интервью бы после гонки давала. Ну, к сожалению, для нее ей нужно еще с кем-то параллельно бежать. И вот она уже на 2-й позиции. Тут толкается она с Белоруковой. Ну, спортсменки обе держались, чтобы не упасть. Даже у Юлии была менее выгодная, точнее, ситуация. И вот Непряева опережает Белорукову. Вот не хватило отрыва-то. Хотя сейчас Белоруковой надо придержаться. Надо из последних сил. Нет, не дает пока Юлия опередить себя. Не дает. Вот это сейчас наконец-то интрига будет. Вот здесь будет интрига. Финишная прямая выходит. Кто же? Белорукова или Непряева? Или, может быть, 12-й номер Евгения Шаповалова. Выходит Юлия Белорукова на 1-е место. За ней Непряева устраивается прямо в спину. Вряд ли она ее обгонит. И Белорукова бежит к первому месту. И дальше уже будет фото-финиш, скорее всего. Есть Шаповалова, есть Матвеева, есть Непряева. Юлия Белорукова золото у Республики Коми. Есть 2-е место у Непряевой. 14-е, 3-е место Наталья Матвеева, мне показалось, и она подтверждает, что Москва становится 3-й. Ну, Юлия Белорукова дотерпела, экономила на силы, подпустила Непряеву к себе, но на финишном подъеме не позволила себе опередить золото Республики Коми. Только серебро Тверской области. 1-е место у команды Коми, 2-й Тверской области, 3-е место у 1-й команды Москвы. Ну, в общем, гонка просто получилась шедевральной, интересной. И вот Юлия Белорукова довольна на финише. Дотерпела она, отработала финальный подъем, не пустила Наталью Непряеву вперед себя. Но тоже можно понять, у Натальи Непряевой силы-то не бесконечны. Тоже как бы не может она все на себе тащить. И вытащила серебро, и то довольно неплохо получилось. Ну, в общем, 1-я гонка на чемпионате с участием Непряевой, которую она не выиграла. Ну и то, наверное, по причинам, не зависящим от нее. Все-таки тяжело было отыгрывать на каждом этапе отставания, которое ей привозили. Но вот чуть-чуть чудо не случилось, и отыграла на его буквально все уже перед решающим подъемом. Но там Юлия Белорукова показала, что есть у нее силы, есть у нее мотивация и желание побеждать. И, в общем, молодец Юлия. Выиграла вместе с Ольгой Царевой для Республики Коми 1-е место. Еще раз напоминаю, 1-е место у команды Республики Коми, 2-е место у Тверской области и 3-е место досталось команде из Москвы. Аида Баязитова, Наталья Матвеева за Москву выступали. Ну, не прошу никуда не уходить, дорогие зрители, еще чуть-чуть, и у нас просто лютый, жестокий, равный, просто искры будут сейчас реально лететь из-под лыж. Мужской финал в командном спринте. Ждем мы уже наших спортсменов. Сейчас перейдем к стартовому протоколу. Как мы уже говорили, он у нас в студии появился на бумажном носителе. Ну, в общем, спасибо, что такой. Итак, напоминаем, пока болельщики Коми радуются победе в женском спринте, что в финале мужском выступает также 10 команд. Под 1-м стартовым номером Республика Татарстан, 1-я команда Артем Николаев, Андрей Ларьков. Под 17-м номером Московская область номер 1 Александр Бессмертных, Никита Ступак. 5-й номер Тюменская область 2 Иван Якимушкин, Андрей Парфенов. 16-й номер Тюменская область 1 Глеб Ретивых, Александр Большунов. Ну, видим, да, Юлия Белорукова подходит к болельщикам. Прекрасная, замечательная девушка. Сейчас ей, конечно, нужно отдышаться. И вот за Никиту Ступака болеть надо, да, Московская область номер 1. Мы уже представляли его. Да, здесь радость, здесь обсуждение, здесь поздравления. Ну, вот мы видим, обсуждает спортсменки гонку, обсуждает, вот Наталья Непряева говорит, что
показывает на подъеме, это что было-то? Ну, как ты меня, говорит, не пропустил это? Ну, что ж ты за человек-то такой? Юрий Белоруков просто отвечает, ну, надо было ей просто побеждать сегодня. Есть такая задача за Республику Коми выступать. Ну, шутки шутками. Продолжаем. Номер 3. Республика Коми 1. Алексей Виценко и Еремил Вокуев. Номер 2. Удмуртская Республика 1. Дмитрий Епаров, Максим Валикжанин. 18 номер Удмуртская Республика 2. Александр Уткин, Константин Гловацких. 25-й Ханты-Мансийский автономный округ 3. Рифат Сафиуллин, Артур Петров. Ханты-Мансийский автономный округ. Первая команда. 19 номер Сергей Турышев, Антон Гафаров. И 20 номер Красноярский край Андрей Мельниченко, Андрей Феллер. Вот такая вот банда у нас подобралась в мужском финале командного спринта. И даже не знаю. Ну, Тюменская область, конечно же, Тюменская область является главным фаворитом. Здесь далеко не ходить надо. Обе, причем команды, и первая, и вторая, должны бороться за самые высокие места. Ну, Республика Коми, наверное, ждем от них хороших выступлений. Попытаться, по крайней мере, ребята должны за то, чтобы попасть хотя бы в тройку. За первое место, наверное, с Тюменью будет сложно бороться. Вот, ну и Удмуртия, Удмуртская республика, и первая команда, и вторая. Просто феноменальные составы у команды из Удмуртии, так что обе команды вполне могут тоже оказаться на пьедестале почета. Ну, если так уж посудить, наверное, давайте могут даже оказаться все-таки две команды из Тюмени в призах. Вот я так смотрю по раскладам предварительным, да, и понимаем, что от такого исхода финал сегодняшний точно не застрахован. К сожалению, не попали в финал команды из Москвы, за которой Алексей Петухов и Никита Крюков бежали. Ну вот здесь им, конечно, было бы самое место на самом деле, но там буквально 11-й результат они показали, суммарный, и не хватило, там, давайте сейчас посмотрим, 1,5 секунд им не хватило для того, чтобы войти в этот финал. 1,5 секунд. Именно столько отделяла команда Москвы-2 от Красноярского края. Это Андрей Мельниченко и Андрей Феллера. Напоминаем, у нас, да, 6 кругов по 1400 метров. Город Сыктывкар. Финал. Командный спринт мужчин. Чемпионат России. Классика. Ну, сейчас 2 минуты, да, до старта остается. Сейчас мы видим в группе, сейчас посмотрел, в группе Федерации лыжных гонок разместили все-таки ссылочку на командные спринты. Так что если вдруг кто-то хочет потом посмотреть предыдущие гонки в записи, то вот та же ссылочка там размещена. Ну, мало ли кто вдруг тут смотрите гонку ВКонтакте. У нас трансляция идет сегодня и ВКонтакте напрямую после вчерашних эксцессов. Говорится, спасибо Газпром Медиа РТВ, которые подали жалобу на трансляции вчерашние, из-за которых прежде всего пострадали болельщики, любители лыжных гонок, которые не видели мужской скиатлон. Вот. Позднее выяснилось, что это была какая-то непредвиденная ошибка, но, в общем, в такие случайности, в такие совпадения верят, в общем, далеко люди только не самого высокого развития. А мы все-таки не верим. Ну, смотрим сейчас, выстраиваются команды, выстраиваются спортсмены, да, все-таки не команды, представители команд. На стартовом городке. Еще раз пробежимся по номерам, чтобы представить их. Первый номер Артем Николаев, 17-й Александр Бессмертных, 5-й Иван Якимушкин, 16-й Глеб Ретивых, 3-й Алексей Виценко, 2-й Дмитрий Епаров, 18-й Александр Уткин, 25-й Рифат Сафиуллин, 19-й Сергей Турышев, 20-й Андрей Мельниченко. Ну, если вдруг еще не слышали, вот вам полные составы команд, наша плашечка, наша инфографика тоже показывает. Да, то есть есть свои лидеры на каждом из этапов. Ну, понятно, что самые сильнейшие
отобраны у многих на второй этап. Там и Андрей Ларьков, и Андрей Парфенов, Александр Большунов, Еремил Волков, Максим Валикжанин, например. Так, поехали. У нас гонка стартовала. С первых минут Иван Якимушкин, 5-й номер, Тюменская область, вторая команда, захватывает лидерство. У него за спиной Алексей Виценко и 3-й номер, и непосредственно 16-й номер Глеб Ретивых, тоже Тюменская область, но первая команда. Ну, как и говорили, я думаю, что между Тюменью, между двумя командами Тюменской области мы увидим основную борьбу за медали, за призы. Может быть, даже две команды Тюмени окажутся на пьедестале почета. И очень хочется, чтобы им компанию составил кто-то другой. Кто-то, например, под номером 3 стартовым. Уж не буду говорить, что это за регион. Наверное, люди, обладающие хотя бы долей внимания, а может быть и долей интуиции, логики, могут предположить, о ком идет речь. Здесь вот после первого поворота ситуация не меняется. Довольно тесной компанией идут спортсмены. Сейчас появляются на стадионе. Видимо, если в 11 часов на старте полуфинала Б у женщин было тепло, солнечно и приятно, то сейчас ветрено, холодно и с таким вот неплохим снегом. 17-й номер Александр Бессмертных выходит на первую промежуточную позицию. Здесь на выходе на стадион, на спине у него вот Александр, нет, не Александр, хотел сказать Александр Уткин, но нет, 5-й номер Иван Якимушкин. И Алексей Виценко, 3-й номер, Республика Коми, 19-й номер Сергей Турышев, Ханты-Мансийский автономный округ, и вот чуть-чуть дальше за ним Дмитрий Епаров, 2-й номер, Республика Удмуртия. У нас целая бригада из мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта на дистанции. Двух заслуженных мастеров спорта, как выстоять в один забег в одной команде, как это делала Удмуртия, в общем, далеко не каждый регион-то себе позволит. Ну, вот была еще Москва-2 с Крюковым, Петуховым. Ну, вот в общем, в финале, как бы отмечаем, Москвы-2 уже и нету. С 11 результатов финишировали Крюков и Петухов. Видим, первые спортсмены готовятся точнее, уже вторые спортсмены готовятся к приему эстафеты от своих коллег по команде. И по-прежнему Иван Якимушкин лучший. Вот здесь уже Алексей Виценко откатился, к сожалению, на 8-е место. Рядом с ним Артем Николаев из Татарстана. Но вот у Артема Николаева есть такой мощный козырь в рукаве. Это Андрей Ларьков, который бежит на отчетных этапах. И Андрей Ларьков мы видели в полуфинале. Был, как и Наталья Непряева в финале, да, вот так и Андрей Ларьков в полуфинале тащил Татарстан вперед, тащил Татарстан к призовой тройке и, в общем, вытащил, по крайней мере, его на первое место в полуфинале и вытащил его напрямую в решающий забег. Вот у Коми, конечно, Еремил Волков, наверное, чуть-чуть уступает Ларькову. Но видим, Виценко на 5-е место перешел. И вот здесь упал! Да что такое-то? Ну что... Я вообще не могу понять. Вот лыжники Коми на ногах своих не держатся сегодня, да и вообще на этом чемпионате. Вот Волков смотрит, говорит, ты где, Виценко? А Виценко говорит, я упал, не могу. И здесь падение, но здесь уже падение на финише. И здесь уже ничего, оно ни на что не повлияло. А вот Алексей Виценко шел 5-м, упал, и вот Волкову 4 секунды, почти 5 отыгрывать. Еремилу Волкову вообще не везет на этом чемпионате. То сам упадет, то вот сейчас напарник упал в абсолютно непринужденной ситуации. Мы видим и в полуфинале у женщин там упала Виктория Мелина. Здесь палку кто-то сломал. Да, вообще все замечательно. Тут просто ни день невезения, ни день чемпионат невезения для Еремила Волкова и товарищей, как видим. Ну, хоть Илья Семиков вчера прервал черную полосу, хотя бы бронзовую медалью в 15-километровой индивидуальной гонке. Вот, и мы видим сейчас Еремил Волков, ну, уже не последний, да, уже предпоследний такой рывочек совершил. Да. Тут, в общем, сложно что-то о чем-то говорить, но пока лидирует у нас Александр Большунов из Тюменской области номер 1. За ним 19-й номер, я так понимаю, Антон Гафаров, Ханты-Мансийский автономный округ. И вот здесь Удмуртия Максим Валикжанин выходит на 3-е место.
Еремил Волков на самом деле хорошо, на самом деле для Республики Коми, что это падение совершилось сейчас, да. При первой передаче есть еще шансы, вот Еремил довольно быстро наверстал упущенное, вернулся в группу лидеров, ну не в группу лидеров, они все идут в плотную группу, вот он вернулся в этот пелетон, пусть идет, сейчас что был 9-м, сейчас, я так понимаю, выходит на 7-е место, ну, по крайней мере, не последнее, не с безнадежным отставанием. А было бы это в этапе так на 5-м, на 6-м, ну, в смысле, перед 6-м этапом, было бы намного сложнее. Здесь-то понятно, что не все будут бежать вперед, не будут, точнее, лыжники тратить свои силы. Мы видим, вот готовит Алексей Виценко к старту своего этапа. Анатолий Рочев, тоже член спортивной династии Рочевых, тоже выступал, завоевывал медали. Ну вот посмотрите, опять Еремил Волков чуть не упал, да? Спасибо, говорит, привет, кому он там должен сказать? Антону Гафарову должен сказать Еремил Волков привет. Антон Гафаров решил переключиться на свободную лыжню и прям наступил на лыжи Волкову. Ну, в общем, молодец, Антон Гафаров, респект тебе, дорогой. Я думаю, что если сейчас Волков бы упал, мы бы не удивились бы этому ничему. Другое дело, что какие были бы санкции в отношении Гафарова, ну, вот это уже другой вопрос, потому что там бы он был полностью виноват в этом инциденте. С падением Виценко, там, конечно, виноват сам Виценко, как мне кажется. Ну, вот Волков здесь на 6-м месте, уже на 4-м, и здесь снова на 7-м. Плотненько все проходит, 16-й номер лидирует, Александр Большунов уверенно передает эстафету своему напарнику, получается, Глебу Ретивых. Ну и здесь Максим Валикжанин отправляет в бой Дмитрия Епарова. Здесь, слава богу, без падений все обходится, но, опять же, эстафету Еремил Волков не очень удачно передал. И Алексей Виценко, там, по-моему, 8-м, там, 7-м уходит. Ну, хотя нет, вот уже на 5-е место Алексей выходит. Опережает он 18-го номера Александра Уткина из Удмуртии довольно легко. Шагом Непряева и шел сейчас Виценко. И нет, Уткин не дал себя опередить, но все во многом из-за того, что впереди перед Алексеем Виценко тоже находится не очень быстрый спортсмен. Сейчас отсюда не вижу, кто это. Ну, а пока лидирует у нас в Тюменской области. Там у нас Глеб Ретивых. И вот здесь мы видим перестроение интересное в пелетоне в этой гонке. Вот 2-й номер Дмитрий Епаров выходит уже в число лидеров. И рядом с ним Иван Якимушкин, 5-й номер. И уходит уже в тень Глеб Ретивых. Ну, Глеб Ретивых, в общем, главное контролировать гонку, не отпускать от себя соперников. Там Александр Большунов дело свое сделает. Свое большое олимпийское медальное дело. Вот. Продолжает у нас лидировать 2-й номер. Вот нам сейчас приносит результаты женской гонки. Ну, давайте, наверное, просто по порядку пройдемся. Там, напоминаем, выиграла Республика Коми-1 Юлия Белорукова, Ольга Царева. Далее Тверская область номер 1 Ирина Северина, Наталья Непряева. 3-я Москва Аида Баязитова, Наталья Матвеева. И дальше уже будем просто по регионам. 4-е место Ханты-Мансийский автономный округ, 1-я команда. 5-я Тюменская область, 1-я команда. 6-й Татарстан, 2-я команда. 7-й Новосибирская область, 8-я Тюменская область номер 2. 9-й Санкт-Петербург 1 и 10-й финишировала в женском финале команда Республики Коми под номером 2. Вот 1-я и 10-я команда Республики Коми стали в женском забеге. Ну, это забег у женщин. Еще раз просто подвели итоги. Еще раз поздравим Ольгу Цареву, Юлию Белорукову с золотом долгожданным. И возвращаемся на дистанцию. Что у нас здесь поменялось? У нас ничего не поменялось. У нас по-прежнему Иван Якимушкин лидирует. И Глеб Ретивых рядом с ним. За Якимушкиным был Алексей Виценко. И сейчас переходит на параллельную лыжню для ускорения. И, в общем, да, этот этап пока что Алексей неплохо отработал. Что было бы, если он не упал? Вот тут интересно. А вот Удмуртия, 18 номер Александр Уткин, к сожалению, чуть-чуть подотстает. Идет сейчас замыкающим. Алексей Виценко выходит лидером даже в этой ситуации. За спиной у него Иван Якимушкин. Дальше 16 номер Глеб Ретивых и 2-й номер Дмитрий Епаров.
Вот Алексей Виценко сейчас бежит на передачу. Третий этап завершается для спортсменов, участников командного спринта. И по третьим стартовым номерам бежит Алексей Виценко. Вот сейчас главное все ровненько пройти, свободно, и отпустить в бой Еремила Вокуева. Тут все, конечно, очень плотно. Мы понимаем, что вот сейчас Еремил будет первым, но там есть Александр Большунов, который уже ускорился, и которому не дали сейчас выйти на чисто второе и первое место. Вот Большунов в третьем стал. Вот Тюменская область, да, первая команда идет за Тюменской областью номер 2. Там сейчас за Тюменскую вторую команду Андрей Парфенов на дистанции, вот под пятым номером за Волковым бежит Парфенов. 17-е и вторые номера — это Никита Ступак, Московская область номер 1, и Максим Валикжанин сейчас на дистанции, соответственно, 4-й и 5-й позиции. Ну, здесь все 10 лыжников идут на расстоянии нескольких секунд друг от друга. Вот. Поэтому, в общем, еще вся борьба впереди. Здесь идет у нас очередной подъем на этом этапе, так что будем сейчас смотреть, кто же выйдет лидером на дистанцию, на стадион, кого же у нас встретят болельщики. Ну вот мы видим, 5-й номер по-прежнему Андрей Парфенов впереди, рядом с ним Еремил Вокуев. И дальше спортсмены из Удмуртии. Под вторым номером у нас сейчас на этом этапе Максим Валикжанин и Александр Большунов 4-м пристраивается. Не форсирует Александр события, не стремится обгонять во что бы то ни стало спортсменов. Но вот здесь такой резкий поворот. Тормозят специально лыжники, чтобы не сбить друг друга. Мы уже насмотрелись на этом этапе сегодня и падений, и многочисленных таких и подъемов, довольно не очень приятных ситуаций мы видели, да, и Вуковы уже лыжню переезжали, и Виценко упал, и Виктория Мелина сегодня тоже падала, заваливая Ольгу Рочеву. Ну, и довольно так странно, и получается, что во всех этих инцидентах у нас участвуют спортсмены именно из Республики Коми. Вот Александр Большунов получает пространство сейчас на промежуточном первом месте. Александр опережает Андрея Парфенова, и за ним Максим Валикжанин и Еремил Вокуев. Первая четверка у нас меняется друг с другом местами, но не меняется с другими спортсменами, никого близко к себе не подпускает. Сейчас у нас, как видим, показывают лыжников, готовящихся к передаче этапа. У нас 5-й этап сейчас будет, и заключительный для всех спортсменов. Вот чуть не упал у нас Андрей Парфенов. Не хотелось бы, конечно, таких раскладов. Пусть Андрей сейчас и представляет соперников, и выступает за Тюменскую область, которая уверенно пока идет к 2 медалям, к золоту и серебру. Вот на данный момент Александр Большунов лидирует, Андрей Парфенов второй, но все-таки надо медали выигрывать в честной борьбе, без подобных инцидентов. Ускоряется на финише своего этапа Александр Большунов, за ним у нас Максим Валикжанин, Андрей Парфенов, Еремил Вокуев. Но Александр Большунов сделал свое дело, принимал эстафету вторым, стал в итоге первым. Я думаю, что не отпустят, не отдадут свое золото пара ретивых Большунов. А вот за остальные, за бронзу, за серебро наверняка будет борьба за них до последних метров. Так, передает Александр Большунов эстафету Глебу Ретивых, подправляет его первым на дистанцию. Ну, вот здесь есть отрыв у Ретивых от Епарова, от Виценко. Есть, в общем, хороший такой отрыв. 2 секунды вот мы видим. Ну, от Республики Коми даже почти 3. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что главный отрыв есть у Тюменской области номер 1 в том, что у них есть еще на финальном этапе снова Большунов. Вот не было бы Большунова, могли бы еще мы бы разговаривать, наверное, о том, что кто знает, как пойдет эта гонка, кто знает, кто выиграет. Но сейчас 2 секунды, которые есть у Ретивых, и с минимальной задачей не сильно, даже если их и растерять, то не сильно уступить своим соперникам. Вот, я думаю, с этой задачей Ретивых справится на отлично. Да? То есть в любом случае в первой четверке он финиширует. Самое худшее для него эти в плотной группе, самое лучшее, что вот в ней просто. Вот, так что мы видим, что уже догнали, в принципе, Ретивых. Опередил его Иван Якимушкин. Здесь неподалеку и Дмитрий Епаров. Ну, вот Алексей Виценко чуть-чуть подотстал, 3-й номер, но, в общем-то, тоже все близко. Ну, вот мы видим даже, что на этом
спуске-то и нет такого отставания. И вот первый номер Артем Николаев. Наконец-то Республика Татарстан у нас появилась в группе лидеров. Ну, на первом этапе и на втором была. Потом Артем Николаев, показалось, не очень хорошо провел свой этап, но Андрей Ларьков довольно плодотворно отработал. И вот мы видим, Татарстан снова в пятерке, снова в претендентах на медали. И здесь действительно, кто знает, как получится. Вот, буквально на спине уже у Виценко Ларьков. А у Ларькова уже на спине 25-й стартовый номер. Рифат Сафиуллин из Ханты-Мансийского автономного округа, 3-я команда. У него на 6-м этапе за эту команду побежит Артур Петров, как мы с вами видим по стартовому протоколу. Но вот этот этап, конечно, очень много решает. Прежде всего, в борьбе за медали необходимо действительно оставить, наверное, все свои силы. Вот сейчас мы смотрим, кто оставляет. Оставляет все-таки первая тройка, 5-й, 16-й, 2-й. Якимушкин, Ретивых и Епаров. Виценко нужно отработать этот подъем, если он хочет побороться еще за медали, потому что потом вот Тюменскую область точно не догнать. Вот ни одну, мне кажется, команду Тюменской области, ни первую, ни вторую не догнать. Там Большунов и Парфенов на финише дадут жару. А вот насчет Удмуртии, ну, надо смотреть. Вот Удмуртии еще можно бороться, и речь, наверное, идет не только об Алексее Виценко, не только о Республике Коми, точнее, там уже Еремиле Вокове, но и о Татарстане. Там Андрей Ларьков снова будет на 6-м этапе. Вот Андрей тоже может приложить усилия, чтобы догнать. Ну вот мы смотрим. Уже 17-й номер выходит на 4-ю позицию. Александр Бессмертных опередил Алексея Виценко. Очень обидно, наверное, должно быть. Вот 5-ми пока идет Республика Коми. Отставание в 3 секунды. Ну, не абы какое отставание, так, конечно, можно сказать, глядя на женский забег. Но вот и здесь Андрей Ларьков. Ну вот 5 команд сейчас идут в более-менее в плотном графике. Я думаю, что все-таки Республика Татарстан еще имеет шансы вклиниться в эту борьбу. Андрей Ларьков идет сейчас на 6-м месте. Но вот никого, кто за ним, уже мы бы не включали в список претендентов на медали. И то Ларькова, наверное, в знак уважения и в знак того, что он реально может. Да, отрыв действительно солидный, отрыв трудно отыгрываемый. Ну, Ларьков спортсмен, который может перевернуть с ног на голову любую гонку. Так, ну, здесь мы что можем сказать? Здесь мы видим финиш уже, наверное. Ну, не финиш, конечно, но устремляется уже на первом месте Александр Большунов. Создает отрыв. И будет он по-любому финишировать один. То есть Тюменская область номер 1 должна, в общем, без проблем выигрывать эту гонку. Ретивых со своей задачей, как мы и говорили, справился. Финишировал в общей группе, не отстал ни от кого, и дальше уже Большунов решает. Был бы Устюгов, мы бы посмотрели, но если бы да кабы, говорится. А вот дальше, да, вот дальше 4-ка разыгрывает между собой серебро, бронзу, 2 из них будут спортсмена лишним, может быть, включится Андрей Ларьков в этот розыгрыш, в эту лотерею. Посмотрим мы, наверное, уже совсем скоро определимся. Сейчас будет спуск, поворот на стадион, на биатлонное стрельбище, после него подъем, и вот там на подъеме многое будет решено. Пока что чуть-чуть отстает Еремил Вокуев, мы видим, но это отставание Еремил может тоже отыграть. Другое дело, что и соперники у Еремила там ого-го, там и Никита Ступак, и Андрей Парфенов, и Максим Валикжанин. Прежде всего, конечно же, Максим Валикжанин, Андрей Парфенов, наверное, заслуживают особого внимания. Ну, здесь вот хочется сказать, наверное, только хорошие слова про Александра Большунова, что, в принципе, он может даже и пешочком финишировать и задом наперед, все равно станет первым. Вот. А вот здесь Еремил Вокуев борется, но 17-й номер Никита Ступак лидирует сейчас. И вот Вокуев отстает, там уже тоже оступается Еремил. К сожалению, наверное, в мужской части мы без медалей, Республика Коми останется. Но вот здесь вот финиш Александра Большунова, финиш Никиты Ступака, и да, Еремил Вокуев без медалей. Большунов успевает помахать рукой. И вот здесь за 2-е место Ступак или Парфенов? Ступак или Парфенов? Даже не знаю.
Вот это тот самый момент. Мы видим, что Максим Валикжанин, Удмуртия 4-й, Эльмир Волков 5-й. А вот кто финишировал, Ступак или не Ступак? Ступак или Парфенов? Вот нам почему-то вообще показывают, что Тюменская область стала 4-й. Вот сейчас промежуточно показывают. Как-то там Максим Валикжанин якобы вынырнул буквально из-за спины и опередил еще и Парфенова, который боролся-то за серебро до последнего. Ну вот мне вот это очень интересно. Я, кстати, в эти цифры даже, может быть, сейчас и не поверю. Мне показалось немножечко иначе. Мне показалось, что Максим Валикжанин 4-й. Ну, вот Юлия Белорокова и Никита Ступак. Вот, знакомьтесь, да? Без 5 минут очередная семья в лыжном спорте. Ну, Юлия может сейчас и немножко подбодрить Никиту, ну и может даже и потроллить все-таки, да. У Юлии Белоруковой сегодня золото в активе, а Никита Ступак 2-й финишировал. Ну, давайте мы сейчас все-таки дождемся, наверное, итоговых протоколов. Выведут ли нам их на стену, на экран, инфографику. То был у нас уже подобный случай, когда финишный предварительный протокол, если помните, в скиатлоне отправил Дениса Спецова на 3-е место, а потом отправил на 4-е. Ну вот сейчас покажет нам или нет, будет ли все-таки итоговый протокол на экране. Ну, пока ждем итогового протокола, смотрим за ухаживанием Юлии Белороковой за Никитой Ступаком. Наверное, должно быть наоборот, но на финише такой тяжелой гонки все допустимо. Напоминаю, что в 15:30 у нас здесь на стадионе пройдет еще гонка тренеров и сервисменов, так что никуда со стадиона, если вы там находитесь, не уходите. Но все-таки нам показывают, что Удмуртская республика стала 3-й, но опять же, с Тюменью у них одинаковое время 48,6, 48,6. Стоит ли это принимать всерьез? Стоит ли говорить, что именно Максим Валикжанин и Удмуртская республика стали 3-ми? Я вот не знаю. Вот боюсь, что мы можем сейчас покинуть скоро трансляцию. А вы, как говорится, дорогие зрители, об этом все можете узнать из новостей. Ну, сейчас 14:30, конечно, будет награждение, там будет понятно. Но итог гонки в любом случае определил фотофиниш. Так что стоит, наверное, может быть, и подождать, что к чему, как оно вышло. Но очень обидно будет для Тюменской области 2-й команды, если они только на фотофинише уступили. Вот. Очень обидно, конечно.